Хана качи ялу миг алан. Чуть-чуть, каналдин ол, алга, брат, ой, законно, ДРС хуйлун, сразу добавил, да, должно, хаз уезд, короче, каналдин, чаквейла. красавчик, у. Сон, Кирилл, Кирилл, мир шайкара адуя. Должно, харла, собордила. И قطعة ما يلقى ناتي كوكل موسع وشو كوكل играть мечер далон подчеркивать наш моду для взрослых было запрещено, куклы были запрещены бахту, но как Айша была маленькая девочка, хулгарскому отца. Я по-русски очень прекрасно понимаю, лучше, чем ты, я 5 языков знаю. Вот и тарбуцега хаузаш беш де боё 90 годичка тарбуцега он хаузаш это. Но цена кукол что запрещенных было. Да, это баба запрещено, баба запрещено, да? Кукол шалец, дол, хадис, надеешься, сани под рукой, да, просто чудо, да? Хадис про куклы, это было, надеешься. Что, дешь еще шкоду? Хотя бы вот номер скинуть, просто за рулем мусу, а сразу Google чуя. Это босс. Это вручляет цамбом, чулети лоц руль чо, а у вас чур. Цаун да, стачуле ча был дуния дупа. Шо, дания шо руй хай. Инспирировал, короче. Он сдаться дичмеги. Сон заган бел дахка терхит ха. Вон, улица. Серьезно, камел, дайте брат. Пойд бош, амелда шо, вақтша пойд бош, амелда шо. Чуя хагла, дует, бош то. То серьезно, камелда, шо. Аккуратно, Дим, нормально, вроде, что нормально, кен шух. Не, провода туга важим. Провод, туш вода шо. Görten dikvatsa, sobarde yok. İbrahim, görten dikvatsa, boks İbrahim, boks da Görten do humitten dats, короче, kort tentek yal, tunda boks. Кринг, а я قطع вопрос دوقع да, что никакой броккан. Айла, сири баккайхлар бака, зудбеш, еще качек, 18 лет, да. 25 лет до. Это шариат. Что он делает? Хотите вы или нет, у вас будет шариат, говорит. И туда Абу Кирилл заходит и говорит, вы сейчас про героев говорили, а для вас вот этот террорист, короче, Абдуллах Камзору, Будулайзер, является ли он для вас героем? Тумсо 4 раза сказал, что он нет, не является. Он не наш герой. А тот говорит, а чей он герой? Он же герой Уммы. Не, это не наш герой, говорит. На любой стрим пойдите, спросите муджахидов, мусульман, которые отстаивают ислам. Спросите любого, который живет на территории Европы, является ли для него вот этот террорист героем. Вот к чему мы пришли. Он является будулайзером одноразовым, да, будулайзер. Сюли яхкель, чеченоговорящий шнырь, который ни к одному тейпу тукуму не относится, который даже никогда не была, не жила в Чечне, не родилась там, шнырь. С Москвы приехали, купив паспорта в миграционной службе. Да, за $600 продавали паспорта, в Грозном делали временные прописки и приезжали под видом чеченцев. Тысячами. Алло, вы не запятнаете репутацию наших предков. Мы будем отстаивать честь и славу наших предков до последнего вздоха. Я лично буду отстаивать честь и славу моих предков, чего бы мне этого не стоило. Чего бы вообще в этой жизни самого дорогого, самых близких, детей, женщин, кого? Алло, 29-й. Я имею право отстаивать свою честь и славу своих предков, потому что они дали мне ходить по этой гребаной планете с поднятой головой, с именем чуть ногчу, Мне дали национальность, мои предки. Мне дали идентичность, язык, культуру.
самые прекрасные, чистые нравы, вообще законы, которые человеческий глаз не видел, наверное. Вот ваш Коран Камасутру положите рядом с нашими законами, кодексом чести положите. И любому проходящему человеку расскажите, вот это начало отмала человечность, а вот Коран Камасутра. Выбери любого, спросите, еврея, немца, француза, поляка, любого на этой планете. Спросите, что из них бы ты выбрал, на каком бы пути ты жил бы на этой планете. Вы заставляете нас идти во все тяжкие. Вы проститутки, беспринципные, бесхребетные, без морали, кодекса, честь. Вообще у вас ничего нету. У вас за спиной душка нету, чтобы вашу эту вонючую фашистскую идеологию отстоять. И вы это все валите на наш чеченский народ. И так по уши в болоте, который стоит. И мне говорят, почему ты не закроешь свой рот? Тебя же и так сейчас убьют. За ваши там деньги выйдут, вас все ищут. Фу, блядь, да я на вас всех вообще самой высокой башни моих предков плевать хотел. На ваши угрозы, на ваш Коран Камасутру. Сколько у вас, говорите, 2 миллиарда? Если у вас даже 20 миллиардов с таким мнением, я на вас плевать хотел. Я ваше не трогал. Я к вам не приходил домой и не говорил, что вы тут раком стоите, блядь. Вы что, блядь, совсем куку? Нет, мы этого не говорим. У вас дома дело, но когда ты вышел из своей берлоги, ты за своей хлеборезкой будешь следить. Если ты пришел в Европу, в Израиль, в Америку от имени наших предков, от чеченец, Нохчева, ты должен будешь за своей поганой пастью следить. Да. Это 100%. Мы приехали. Дальше мы на этом дерьме не едем. Вот как вот эта фашистская империя сейчас подохнет, ваш спонсор программы русского международного исламского терроризма. Я посмотрю, как вы любили Аллаха. Как вы будете его базы, построенные Путиным, халифом, 1500 баз Аллаха, вместо фабрик, заводов, институтов, медицинских учреждений, бля. Вот я посмотрю, как вы из своего кармана вот это все будете содержать. Мы вам дадим шанс. Но у нас будут спецслужбы, которые будут финансовые потоки проверять. Откуда деньги? От Аллаха не прокатит. Ты должен будешь за каждый вот нахар чеченский, валюта, ничем не уступаешь доллару, кстати. За каждый нахар ты будешь отвечать. Откуда деньги? От Аллаха. Да, Аллах не дает. Ни хрена, мы тебе скажем. Давай приведи факты своим деньгам. Да. Вот так открыто, прозрачно все. Мы посмотрим, как кормить. Да. У вас же Аллах просит 20%. У вас же Аллах просит в 7 суре, 47 аяте, помощи просит Аллах. Думайтесь. 47 сура Мухаммад, 7 аят. Помогите Аллаху, и Аллах непременно поможет вам укрепить ваши стопы. Еще этого не хватало на хлебника, на нашу горе. Этого еще кормить. У меня все. Но ты же сам говоришь, что нас никто это не поддержал, ни там, ни в Европе никто это не поддержал, ни здесь не поддержал. Даже ваххабисты, дебилы, даже они это не поддержали. Нас не поддержали, когда вот эти дебилы сказали, что мы строим шариат, исламское государство. Ты бы поддержал своего врага, который готовится нападать на тебя спящим, насиловать твоих женщин и устраивать там геноциды. Ты бы его поддержал? Они знают идеологию, в отличие от нас, они читают. Мы впервые будем нападать на кафиров, впервые будем их убивать, иншаллах, Аллаху Акбар. Потом звонит секретарю Совета Безопасности России, говорит, я приказ выполнил, Борис Николаевич, Казбек без настроения пришел, Березовскому звонит.
Будугов, пришмандовка террористическая. И говорит, че? Тот вообще, короче, плевать на него хотел, потому что этот же народ продает за $2,5 миллиона. Ну, 2,5 единицы. Там этот, наверное, лям или полтора там кинул, и, наверное, хватит вам, проститутки, вы и так народ продаете. Понимаешь? Вот это выполнил. Переехала бы, как ни в чем не бывало, в Турции, сидит там, по Европе шастает, под чужими фамилиями, именами. А кто ему сделал документы? А кто это сделал? А? Кто мог ему документы приготовить, а? Да, Лубянка. Почему его террориста, который на весь мир объявил джихад всем неверным, вообще в Интерпол и международный розыск, почему его никто не ищет? А? Потому что, когда его другие спецслужбы за шары возьмут, он расскажет, что так-то он работал на Лубянку. Поэтому его не объявили. Ни в международный, ни в ФИДа, никакой розыск. Представляете? Террорист. Вендетта, я имею в виду то, что вот там произошло, то, что вот там, то, что ты рассказываешь, то, что убил там старика человек, это, я имею в виду, вот это же никто не поддержал, ни на Кавказе, ни в Европе никто. Даже я борщ. Тем более нормальный Хаджи Вердя борщ. Это не поддержать одно, но народ не знал, что происходит. Народ не знал, что от имени народа вот террористы на весь мир в кассеты продают в Лубянке. С отрезанием головок осуждаем 32+. Там ушей, там, не знаю, запчастей. И отправляют это, продажа рабов, да, что людьми торгуют. Народ этого не знает. Нету интернета, нету телефонов, ничего нету. Это все полностью на весь народ подставили эти террористы. Сегодня делают абсолютно то же самое. Ну вот любого спроси, ему нужен шариат, любого чеченца, ингуша там, спроси, они все хотят шариата, не хочу, ну вот они все хотят шариата. Ваххабисты скажете. Это там ты его шариат дезельчу, Волочу, це дезельда. У него есть право сказать, что ему не нужен закон Аллаха. Он имеет ингуш и чеченец такое право. Ингуш имеет чеченец, в Ингушетии Русская Федерация такую, скажем так, лайтовую версию установила. А в Чеченской Республике там уже полноценный народ. Ну, потому что у вас, получается, Ингушетия, у Ингушетии нет такой дотации, как бы. Ну, там им дают, как бы, позволяют словесно. А в Чечне, получается, есть дотация, как бы. Идет там прям большая, огромная, там нет такой республики во всей России, как бы, да, которая получает столько денег. И там командует, получается, ну, сидит Кадыров, как бы, и решает все, что будет. Не он решает, как бы, но он позволяет решать так, как он это делает, скажем так. Ингушетия ничья республика. Что Ингушетия? Так, хотя бы какое-то право, скажем так, да? Вендетта, Руслан Кутаев, вот, что о нем думает, вообще мне интересно. Руслан Кутаев, Лубянский проститут. Тут гадалки ходить не нужно, потому что это даже не мои слова. Эти слова сказал выбранный, народом избранный на демократические выборы президент Масхадов. Масхадов полностью сказал, что он встречается с российскими спецслужбами, что он и Закаев оба проститутки. За спиной Масхадова, не без ведома Масхадова, встречались с Казанцевыми, да, брали у него деньги, давали интервью, Кавказ Хикали, вот это реакцию, Кавказ центр какой-то, да, и там он прямо цитирует слова этого придурка Закаева. Вот видите, что они нам делают? Мы должны гордиться, что наши муджахиды вошли в Дагестан, муджахид-мопеды. Масхадов понимает, что идет подстава. Он прямо говорит, что Кутаев и вот этот Закаев, вау, проститутки они. Вот прямо, у нас есть видео даже. Я смотрел, в Ютубе, можешь в Ютубе найти, кстати. Масхадов про Кутаев. Есть такой в Ютубе.
И вот там дает интервью, говорит о нем. Он говорит половину на русском, половину на чеченском, как бы, но я понял вообще смысл, да, чего. Лазик, сегодня этот Кутаев занимается тем же самым, чем он занимался во время сопротивления чеченского народа этой вонючей империи. Тем же самым. Тем же. Вообще ничего не поменялось. Для меня это террорист в галстуке. Как бы, да. Для меня чисто террорист в галстуке. Я знаю, кто Кутаев, и для меня террорист в галстуке. Ну и опять же, он там пытается быть каким-то там эмиром Кавказа, как я вижу, да, куда он стремится, якобы эмиром Кавказа. И при всем при этом, как бы, он работает с Россией напрямую. Это видно по нему, это видно по его разговору, это видно по тому, как он одевается. Там у него там выход как бы есть в любом случае, там дверь он приоткрытую оставил. Он не стоит, как они раньше в лентах стояли на голове, да, раньше же ленточки одевали, и Закаев ленточку одевал на голову, когда разговаривал, там выступал как представитель чеченского народа. Сейчас они без ленточки, сейчас они все в галстуках и такое. Там по-любому дверь приоткрыта и туда, и сюда, и, ну, куда бы ни взяли, как бы, скажем так, если что-то не получится. Вот Кутаев, это ребята, он просто дискредитирует чеченцев, правильно? Вот это его задача. Тут несколько тем пробегало, да? Так, уже я забыл мысль, давайте говорить. مارشال شالنسكي بيحكي ميلا عشانك دعاية أول دعاية إموات عم يكون يستوى مارشال مسؤول. Цель не такая стоит. Цель прийти к власти любым путем. Маршал на Сергей Ногчик. Maršals Šalinski. Vai da полная, короче, дискредитация yok Аяшцер, Кутаев, Закаев. Они террористы, грязные чеченские террористы. Вот это имя они вот максимально пытаются оправдать своими вот этими выступлениями с шариатом им пушистым, которые они пытаются постоянно вот смещать с демократии, да? Короче, этот Кутаев, ладно, эту тему я опущу, который стал демократом, да, коротко просто скажу, который призывал всех вот этих будулаков там, к преследованию нас, да, вот за наши демократические там взгляды, сейчас я имею в виду там, чеченскую демократическую партию, которую мы создали. То есть, там, короче, отрезать все конечности, включая секир. Эти видеоролики есть. И теперь вдруг Кутаев сам стал демократом с розовым галстуком. Так прямо и говорит, я представляю демократию. И вот эта толпа, она как-то вот у них получается манипулировать, да, что вот эта толпа им прощает вот Тузику Абдурахманову, вот этому Туксу, ему простили, что он даже с вот этой Эльмирой находился там, с вот этой тёлкой там, ну, тёлка или кто она, мать 3 детей, которую тоже туда притащили. Вот эта операция «Позитив», операция политического убежища с молотком. Явно, зная, что там с ним находилась вот эта женщина, короче, вообще ему как бы не прощают и это. То есть я просто до конца не понимаю, как у них вот это все работает, что им удается вот этих вот людей держать, скажем так, ну, под контролем, да, не дать разойтись вот этой публике, там, разбежаться или как-то против пойти вот этой системы. Сейчас здесь Крикс тоже упоминал о вот этих призывах там всяких Халитовыми. Кстати, этот Халитов, я вообще знать не знаю, кто он, только видел, что его брат, который в Москве шариат устанавливает, что-то говорил, что когда ты здесь дома с папкой ходил,
работал, то есть я так понимаю, он какой-то работник администрации там дома был. И его потихоньку там подтянули к тузику, там мою фотку он тоже изначально петушился, там раскидывал. Ищите их адреса туда-сюда. Он как Виндетта говорил, испражнялся в самой высокой колокольне, вот в Австрии, где я проживаю. Прям даже запись мог бы я сделать, просто культура не позволяет мне. Прекрасно там ваше руководство знает, где я живу, что, потому что вся эта хрень ваша через меня прошла, да, когда я тут общественным делом занимался, таким активным, скажем так. Сейчас они какую-то там передачу где-то сморозили, посадили ЧГТРКшников опять. И как у них тема называется? Типа атеисты, безбожники и отсутствие как это правильно была формулировка? Отсутствие мужественности, что ли. То есть, и там они в этой передаче говорят, не будем имена называть туда-сюда. То есть, о чем идет речь? Атеистов и безбожников это мы, потому что нас уже клеймили этим, хотим мы или нет. Да? Хотя кто-то, даже если атеист, кто-то есть, твое какое собачье дело, там, безбожник. Хотя вот у нас тут в основном, насколько я слышу своих единомышленников, тут редко у нас есть кто в Бога не верит. Там. Тем не менее, вот это накидывание, там, атеист, безбожник, теперь мы должны там оправдываться, да, там, я не такой, я не сякой, да пошли вы. И тут же они называют вот эту свою передачу там атеисты, безбожники и отсутствие типа мужественности, или как это было, надо посмотреть формулировку. То есть вот атеисты и безбожники, и вы типа что там делаете? Не можете с ними разобраться, что ли? Такое подстрекательство идет. Короче, конкретно там суета, паника. И вот уже это открыто, да, все происходит. Открытый вот этот террор. Они даже готовы на это идти, то есть жертвовать своим имиджем. Хотя там имидж никакого нету уже давным-давно. Пародия на имидж там. Но вот еще дальше себя готовы закопать. Главное, чтобы вот такому делу ходу не дать. И что у них самое важное там, самый важный козырь в их руках, это то, что они пытаются это все преподнести внутричеченской разборкой какой-то. Если кто еще не в курсе, в Чеченской республике, если вот Российская Федерация, да, которая сегодня официально, к сожалению, всем миром нас в свое время так и не признали, и потом на фоне вот этого там, международного исламского терроризма, который создали, на фоне всего этого все попытались еще больше абстрагироваться от этого дела. Получилось так, что сейчас нас все пытаются под Российскую Федерацию туда запихнуть куда-то, думая, что там, если мы будем под русскими находиться, что террора не будет какого-то, как-то там русские, пускай там с ними сами разберутся, их усмирят. Не тут-то было, потому что там не только, короче, террор, там 1500 мечетей, военные объекты, это все делается для того, чтобы как раз-таки штамповать террористов. И вот эта
тема, да, что никто не понимает, как бы все, там какой-то Кадыров, он что-то там делает, он что-то рулит, у него какие-то деньги, он, кто не видел, посмотрите, просто бублик сказать не может уже этот человек там, вообще опух, его таскают куда-то, дверь не может, чуть не падает, короче, туда, он сзади придерживает его. Человек без какого-либо там образования, там, вообще даже не настолько важно там само образование, как вот там самообразовываются хотя бы люди, да, каким-то образом пытаются читать, писать, я не знаю, какие-то изучать протекающие политические процессы или так далее, там, научные. И вот из-за этого персонажа вот еще вот, короче, я что хочу сказать, вот эта тема, ее пытаются всячески сделать какой-то внутричеченской, что вот чеченцы, у чеченцев какие-то шариаты. Чеченцам, когда вот это ваххабизм притащили, этот ваххабизм, он был гурабашкой. Они были маргиналами. Вот эта среда, она была маргинализирована. Ходили там, ныли. Там, если молодежь каким-то образом затягивали туда, да, через бабки, через какие-то там всякие сувениры, там, игрушки, пушки, короче, то такое взрослое население, часть населения и так далее, их не получалось туда затянуть. И вот этой среде там оставалось тоже недолго до вот терпения там народа, которое могло взорваться в любой момент, и давным-давно там и кровь и пролили бы, приструнили бы. Просто понимая это, нас тупо во второй раз даже 5 лет не подождали вот этого перемирия, которое было. Через 2,5, почти 3 года еще раз вторглись, и теперь туда установили вот это дело, да. Когда туда эта система пришла, тогда, да, установили туда вот эту вот идеологическую, радикальную ваххабню. Хотя там сегодня пытаются ее замазать с нашим традиционным вот этим верованием. Там не пахнет даже традиционным верованием, традиционным. Просто 3-4 какие-то момента оставили, все остальное. Мы же прекрасно, вот кто здесь по возрасту, вы же помните, любой атрибут ваххабита — это поднимать руки на намазах, отпускать бороды, брить усы, там, короткие штанишки, хиджабы, субханаллах, иншаллах. Вот это показное, короче, да, там, я пошел молиться, намаз, там, ламаз, не ламаз, короче. Это же все сегодня. Это сегодня же Кавказ. Сегодня Кавказ вот это такой вот так вот выглядит. Твое мнение, Ибрагим. Давай договоримся так, Новчик, давай договоримся так. Ты 15 минут молчишь, я молчу, а потом я тебе даю говорить все, что хочешь по мою сторону. Хорошо, ну дай провокацию. Договорились? Все, давай, 5 минут, 10 минут, давай, все. Вот так. Хорошо, ты сейчас говорить надо будешь или нет? Не, сейчас мы молчим с тобой вместе, а кто-то скажет, а потом ты на меня наезжаешь. Что, не, я тебя никогда не наезжаю, я тебя люблю, да. Хорошо, давай, помолчим, 5 минут помолчим по-братски, потом ты отрывайся на мне, давай. Очень сильно люблю тебя, очень, брат, ну не Ибрагим, Нохчу, самилотан особо вещь, все равно олышват, сумма Ибрагим Камил Дересун, он мог это Ибрагим, как твое мнение? Если там все получится, придет демократия, она установится среди войнахов, твое мнение? Постольку, сколько жива Россия рядом с границами, вдоль нашей границы, оставят они нас в будущем в покое? Не будет ли снова делать набеги? Конечно, не оставят. То есть эту Россию, вот как сегодня Израиль вот именно живет, поэтому... да, с вот этим
Да, как Израиль сегодня живет с вот этими всеми, которые вот там. Вот точно так же нам всегда мы будем вынуждены всегда бороться за свой самобыт. Как бы там это было приятно, неприятно, просто другого варианта у нас нету. Да, хотелось бы, чтобы из этих обезьян, чтобы они цивилизованные, какие прошли бы этап эволюции и, наконец, очеловечились бы. Да, надежда есть, что и во всем мире вот эти не прошедшие эволюционный этап, что они очеловечатся когда-нибудь. Но пока они не очеловечатся, вот нужно с этим всем надо будет жить. Просто вот это вот мы пока еще полностью не уподобились, да, вот этой среде. Вот. Сможем ли мы этот факт, да, сможем ли мы вот как бы вернуться к своему национальному самосознанию? Вот в чем проблема сегодня. Мы-то внутри, может, разберемся как-то, знаешь, но учитывая этот фактор северный, соседний, мне кажется, и поэтому наши бойцы воюют на стороне Украины с общим врагом. Потому что западное вооружение, ну ты помнишь нашу войну с голыми руками, как мы цепились с этим врагом. Но сейчас нас много еще вооружения, современное, западное. Нам сейчас бы понять и победить этого врага. Но вопрос теперь, дойдет ли Украина прямо до Москвы. Если она остановится у своих 91-х признанных границ, знаете, чем она опять обернется, опять те же самые нападки, набеги со стороны России, обстрелы Украины. Шалинский, наше самое мощное оружие, единственное оружие, которое нас может спасти, это четкое национальное самосознание. Национальное самосознание, национальный интерес. А теперь вот представь, если бы нас вот этим ваххабидом бы не как бы изнутри не разложили бы, вот представь, на этих же позициях мы стоим на своих национально-освободительных, на интересах своего народа. Кто бы там, что бы смог с нами сделать? Правильно говоришь, ну и правда, да, свобода, но так не будет, потому что мы слава нам на везде, нам на Украину, на солдатам, и слава нам на пронизанным жихадом, только вычушение жихада нам на ислам, на выкорчевывание, на выжигание шишенской нации на ислам не надо, шишанам на мусульманам не может свободного быть, постоянно рабство нам будет русское, потому что ислам специально нам навязывается любой формы на русском, это правда, это не ваххабит, это ислам, мы же знаем, зачем это говорит, дипломатично корректно, правда надо говорить, ислам, мусульманам, враг шишенам, русским союзникам, народе русского, Украиновым солдатам, мужахадам, шишенским интересам нет, жихадам, всемирным, все бандитам, муджахедам, Украину, ГРУ, украинским используют шишанам, как русским используют шишанам на своей стороне, Буданов, Зеленского, продажных коррупционеров. Это правда, мы знаем. У тебя то же самое, только на русском. Украина мужахедам, как русские жихадам, войска шишанские собирают русского, Путин, Аль-Халифа, также Украина хочет использовать исламский фактор против русского, шишенам хочет возглавить. Сегодня пресс-конференция Хамза Шимана кричал Аллаху Акбар, я террорист, не кричал, я не смирил, шишенам писала мусульманам, Аллах Акбар, мусульманам не может быть шишенам в любой его форме, ислам это рабская идеология, говорите правду, зачем будут мозги шишенам? Кам халакдин жима воккан вокчечва. И босу радикальный дин дастажин вах ингазки. И кам метто думя швац масит поколения.
Цундагумаля, це демократія ючадут ему шекусу. Ислам той форме, который сегодня насажден в Чечне, и демократия — это небо и земля. Du darum du İslam du çtakle bares halqatin mete averza aynı badayfal yüçliyil şu bertüşül haq bu yüzden beşim nah bohka bohçla bari gröbane o yüçliyil şu lağol şuli masana şayz dene awal ya khiyat şot boğut beş borç eto o etun der और दीना खैर अल्लाह दायूज तरियो खैर पैमर बो तिय पागली इज़ा दायूज तरियो तक बोरशाय ओचो खैर असहाब दायूज तरियो देर वेगा करान कमा सूत्रयो दस्तर नसखे हदीज पखस देने पगतलियो पदे फाइल музмаги वेगा целый сборник мы только начинаем 10% дить надо чуть-чуть дерьмо. Тучу мелкая духа. Если мы перейдем на шархи, ой, да, мелкая духа, чуть-чуть. Это, арсинти майор. Мадер ар дилер шдаи царюй, да кача, эрза ой, чайнти такл, да царюй. Айнти да царбо, толгер анкер гучу, тие пагл. Это, мадер дайер дуй, так буэршаят, таган аршен, итцел, да доузитен чулте, аудинти гучек, садавала, савари давала. Идал диез хайчунг, нехчунг, так гятсоэл диез. Хасиенти гучу, ажа. Фонцаха, асюешун, ажа лох, карадон, арадон. Нахче чуйте лоцердол, шон да нахче айхин бу, вай дагом да царя люстлол, айр дат, وای максимально уровне наурду хокуман. Шиедария чусаде нашим обществом ислам наурдоч. Ядерный творю койпон, иншаллах рахман. Вот этого правильного, говорит славянного братья вендетовна, он ему сделает хрендетовного исламного, насквозь пробитого исламного, обманом напушенного, спину слабатовного надобно, шишетским нативно, чтобы никогда им на Хамзатов не кричал на пресс-конференции Американа, я террористовна, Аллах Акбаровна, скотину падла. Позором быть мусульманами, позором стыдным, позором самым трусливым делает это религиями, сектным, арабским, русским, уничтожатым, изнутренним, размываемым национальным идентификациям, шишеным. Почему это не надо говорить? Никакого нетолерантности, правду говорить, уж сегодня надо четко на границе подразделом ставить исламно мусульмановна, не шишеновна, шишеновна, не мусульмановна, говорит она правду, педофиловна, говорит она, как это музмановна, изнасиловала девочку 9-летнюю, дома своего друга, это невозможно шишенова принять, самыми грязными, подлыми, мерзкими человеками было, музмановна, боялся верблюдом настать, ехать, и шахтом ездил, высоты боялся, купался, пил машину, песками ходил, камни жопу размазал говном, говорить им надо, я не ношу, говорит им, я не ношу, говорит им, открывать глаза на народу, на просвещение, уничтожать на корнем неисламном, Россию так можно победить только на шишеном, не мусульманом, невозможно шишеном быть мусульманом. Ибрагим, вот вы говорили, что там вот в 90-е годы, так скажем, в конце 90-х вот молились арабские люди вместе с чеченцами, и они вот учили, как молиться правильно. Они прям говорили или это косвенно было как-то? Сейчас, свободно, Советский Союз распался, было хорошее образованное, цивилизованное шишеновна, которые были докторами,
философы научились, ездил на людям, на их университетам советскими, ели как на образованной интеллигенция, маленькая, прослойка, вышла, хотела свободу, пришла на мусульманским бандитам, на КГБшным, захватила власть, потихоньку шариатом, мунафиком, кафиром, мужиком, говорила, первый исламский университет, открыла, привезла на Иорданию, Абу Бакр Бену привез, туда его ездил бы Мекка, он тоже шариат устанавливал бы. Говорите правду, он продал нацию, мусульманам сделал, всех чеченам, шариат кричал, Исламская республика кричала, национальный патриотическое движение, национальное свободное движение, русские возглавлял, убило шишетский дух, правду говорите, никогда шишеновна не было исламна, не хотела быть исламна. Правду, если говоришь, то вот этого Акинского не цитируй, да, который нам подбросил какой-то ролик, где Дудаев стоит, вырезали оттуда кусок, и Дудаев говорит... Исламский почалка стрелял, не надо факами людям, он шариатом возводил, грабил, бандитам, все. Ушли он нормально, шишеном изгонял, русские бандиты... Я доскажу твои темишевские нарративы неинтересны. Твои темишевские нарративы темишевские неинтересны. Темишев как раз должен своего... с негероем, правду говорите последовательно. Вот как раз правду говори, поэтому они будулакские какие-то, будулакские и темишевские. Я знаю, на все это бандитское, зачем ты сказки рассказываешь? Мне, когда появился, салам двухэтажный кидал. Ты двухэтажный салам кидал, когда появился. Научиться мусульманам Дудаевна, самолетом вести, говоря, компаниям. Зачем врешь, Зачем врешь? Когда ты появился, двухэтажный саламы кидал. Тогда себя тоже запиши в этот список. Этот Джохар Дудаев, когда этот Акинский скидывал, вырезал вот эту вот запись, и где он стоит, говорит, провозгласить чеченское исламское государство. И там на митинге стоят, кричат. И нам вот это подкидывают, эту запись. Я вообще офигел, я думаю, откуда это? С ИИ, что ли, сделали? Потом перекрутил туда-сюда. Абсолютно ничего. Я доскажу. Я доскажу. КГБшникам на Дудаевна было, на евреям. Можно я доскажу? Я сначала доскажу, что там произошло. И вот этот ролик, полностью его, всю версию, когда я начал ковырять, я там, наши эти самые соратники, у нас всплывает ролик, где Дудаев стоит на митинге и зачитывает листовку, которую ему вот эти вот провокаторы, Хамбиев и еще ряд с ним лиц, да, которые как бы антигосударственные, уже тогда мародернические вот эти вот вещи там устраивали. И они Дудаеву делают обращение, такое некие, скажем так... Сейчас я это выключу. Короче, ставят условия, типа, провозгласить Чеченскую Исламскую Республику. И вот это их, вот это дерьмо как раз-таки стоит и цитирует там Дудаев. А вот этот вот Хамбиев, он сейчас возле Кадырки, который является главный инициатор. Но даже там, в их вот этих условиях, да, на их вот этой листовке, которую он зачитывает, четко видно, что эти люди полные профаны. Они даже не понимают, что такое исламское государство, потому что их требования там не только провозгласить Исламскую республику, а в их понимании Исламская республика – это где должность министра и президента должны быть разграничены, потом образовательная система какая-то не такая должна быть. Потом кое-какие институты власти должны по-другому работать. То есть то, что они там говорят, это полное противоречие, несоответствие исламскому государству. Потому что в исламском государстве не бывает, чтобы какие-то условия ставили, кто-то голосовал, чтобы президентская и министерская, премьер-министерская власть были разграничены, потому что в исламском государстве как раз-таки только халиф.
Поэтому, да, даже вот эта натяжка, да, там, что пытаются приписать это, тем более Дудаев, который чисто озвучивает эту листовку, это к нему, ну, прикрепить, да, это пытаются прикрепить, но это не прикрепляемое. Ибрагим, вот из тех, кто сегодня вот, известны, есть чеченцы, я имею в виду авторитетные. Вот, для вас, для тебя, для Вендетты, для вас, кто является там, наиболее симпатичным, по его взглядам? У нас, я сейчас тебе объясню, у нас, к сожалению, отсутствует сегодня политическая сила, которая бы отвечала национальным интересам, государственным интересам, вообще стремилась бы к государственному устройству, стремилась бы к демократии, к праву, соответствовала бы Конституции. Вообще нету никого. Есть какие-то такийщики вот эти, которые там косят под государственников, и меня тоже вот так вот, меня тоже замутили, такой как Закаев, да, которому я тоже отдал кредит доверия и подумал, что он реально человек, который стремится к государству. Оказывается, он там, у него хабашитская своя вот эта религиозная тема, и он ичкерию использует для установления слова Аллаха во всем мире. А можешь вот объяснить хабашитское в каком смысле? Да, Хабашитское в смысле те, которые ненавидят ваххабистов? Я докончу вот вопрос, который ты задал. Из-за отсутствия вообще в чеченской среде какой-то политической силы, которая на этих позициях, да, на государственных позициях, закона, права, международного права, вообще на теме, которую чеченский народ изначально в 90-м году как бы начал. Вот у нас за рубежом нету таких сил, а, конечно, естественно, в Чеченской Республике тем более не будет, потому что там один из самых жестких, ну не то, что один, даже самый там, скорее северно можем и посоревноваться, самый жесткий диктат. Поэтому из-за отсутствия вот этих каких-то сил мы там с единомышленниками создали Чеченскую демократическую партию. Но вот некоторых задавили как бы давлением, запугали, затерроризировали, и кто-то отошел, кто-то наоборот, там многие другие добавились. Вот такая у нас идет борьба сейчас, процесс. Сама партия, она за что? Она как бы за демократию или она за демократию и против там всего религиозного? За то, что вот наш народ принял, да, государственное устройство, Конституцию в 92 году, вот на этих позициях. Пока мы не возвращаемся в позицию, где мы можем всенародно снова проголосовать, что-то изменить всенародно вот эти процессы как-то регулировать. Пока вот до этого все, что у нас один раз принято законным способом, законным методом, вот на этих позициях. Другого правового какого-то варианта там не существует. Ну, я вот понял человека. Вот имеется в виду, я так понял, есть ли место в этом демократическом государстве будущим религиозным людям? Их место где там вот? Запретить нам надо ислам на Чеченской Республике, нам надо. Кораном на официально запретить нам надо. Мусульманам надо запретить нам, шишенам на приезжать нам, на законодательном уровне конституционном закрепить нам, международным чеченским референдумом нас сделать нам, запретить нам надо. Нет. Хороший вопрос. Хороший вопрос, потому что, скажите. Я уже сам с толку, в смысле, сбился. Так, я сейчас вернусь пару минут. Не забудьте вопрос. Можешь вопрос повторить? Ну, есть ли место религиозным людям в республике Чечня, Ичкерия, если к власти придет демократическая партия? Ответить. Вопрос сам по себе бомбовый, но второе мое видение: на земле нашей среди мусульманских народов нету нигде демократии. То есть нет таких народов мусульманских, которые живут
в частности, возьмем наш. Это что-то, для меня это странно. Мы попытались ее где-то в 90-х. Чем это закончилось сегодня, мы наблюдаем за этим. Я могу сказать это словами Конституции. Ребята, на одну слово неуязвимо тебе нам. Нас запретит на Кораном, на арабский диалог, на веки Если не проблема, если проголосуем и большинство скажет, что нахрен нужно эту фашистскую идеологию запретить, мы можем ее запретить как фашистскую человека, ненавистную, аморальную идеологию бедуина 7 века. Как вот этот Ататюрк сделал, не проблема. Но пока у нас есть в Конституции статья 43, в которой говорится, любой человек, гражданин Чеченской Республики Ичкерия, имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, соблюдать религиозные обряды, не противоречащие законам этого государства. То есть все равны. Но ислам таки как раз говорит, что это таут, что это дерьмо, что вы плевать хотели на вашу конституцию. У нас есть свои... Вот когда они начнут вот это говорить, придется Гуантанамо сделать и лечить этих. Понимаешь? На это тоже какие-то средства нужны будут. Но я бы хотел, чтобы тех, кто вот там лечит, за них платили мусульмане. За своего брата, которого нужно лечить, а не каждый чеченский налогоплательщик, не гражданин, то есть, извиняюсь, потому что гражданином Чечни может быть любой, еврей, русский, араб, не знаю, если он соблюдает все законы этого государства, если он получил гражданство, он любой имеет. Вот поэтому я бы хотел, чтобы их лечили именно за средств тех, кто называет себя мусульманами, а не каждый чеченец или каждый гражданин этой страны. Вот так было бы правильно. Это мое видение. Да, спасибо за ответ. Исламовна, Кораном запретительно издательно Шишену завестиновна, если аэропорт на вокзал заходит с Кораном, садить тюрьман. Шалинский ночи. Сонок чего? Амбусол мац. Хажа Шалинский, все вот ногчи бусулнах, все вот ногчи бусулнах, они трусливые, правильно? Это я понял, пока не столкнулся дважды. Да, Розаходу Хайшин, например, it's Genshin as 1000 шансы, сюда 1000 гроши. А ты давай, мы бежим, более. Европе нахбой рубош. Я вот отсадой, а ты даёл бош. Я даже их не выкладывал, не говорил, что вот его гаусы шарсатве. Но когда, извините меня, вы уже начинаете мою семью терроризировать, тут уж извините. Хоза, схамял до этого, да, чем с дабошер, бушем наших дабошер. Жвезл шо, приехал юлели, со уже джибов все тяжкие урушен, улел дабошер бушем. Ихаш, хайн, это не спалита, хайн иха гуатуш айдл дуах масла. كي هم ده هم خلقت يحدوا على الأسبوع مباسيط вообще. Тогда они-то со спины к тебе подкрадываются, было такое дважды. А я потом, знаешь, кайфую, когда они плачут. Когда айдл дует, я аж сагватин айдл дует, я булар беш. Еще тема кодня, я аж тури, дабик. Вот, ишт кнах йоти, ишт хайт есерг. Шун милх шуна, со шун дюал во, шун ашик да алак, хан юлшун, меттик лошун, со шун дюал во шун. Камел да шай свалу шак хава, хин шун мяч аур, со квор ватса, сайт айдл да лош вору. Шунах йоти, шунах ойтерду. Шо хуман шйоти. شو أتي شو كيرا دش بوصل دوش باش طلع يبوصل دقنش شو دوتي شو قيش طلع عدل Шалинский, агаргунах, вот агаргунах бусл сагвити гиqi. صور وقت تجوز أجرجر ناخدين بقى بس نوقت شو عتيم بولي بس
سقوزعاش تقيمسيت شوخانيو أك سجاجر ناغن حال هيدق يهونا ميوك شو عياشيك أنا просто лерто мусульманах бити яхас. Цансага хамса олыш и лилил биш. Кернятся лил биш. نوحش موت أنا ستقيت هذه إلك Я имею в виду, нормальные же есть мусульмане-чеченцы, которые никого не трогают, своими делами занимаются, дикость устанавливают. Таких не встречал. Так я тебе говорю о тех чеченцах, потому что это вот эта злодейская форма, радикальная форма ислама, он появился массово среди чеченцев. Практически 90% чеченцев, являющихся в самой Чечне и не только, они уже являются, понимаешь ли, террористами с такими наклонностями. Готовы тебя, узнав, что ты а-ля чеченец, что ты типа а-ля вышел из ислама, готовы тебя тем самым привлечь к ответственности через тешпехкен, стяж. Иду аз Бог. 90% сегодняшних мусульманских чеченцев таковыми являются. То, что было раньше, в советские времена, нормальные мусульмане, суфисты, чеченцы, их нет уже. Они уже ушли. Камбель, Белдабель, Келди, Эндинду, Нохчичу, Дажин. Оманюк и война, Дажин, Россия, Дажин. Бусулдникду, Шейкерстникду. Так, можно я пока свободен вернусь к вот этому вопросу? Кто-то задавал вопрос о ситуации мусульман в Чеченской Республике. Да, уже ответили, но могу повторить. Да, если кто не знает, у нас в Конституции есть 43-я статья. Да, ее, конечно, пытались с помощью манипуляций, там, подлогов вычленить оттуда, но это все незаконно. То есть все, кто посягал на нее, кто этим занимался, они как раз таки ушли в тему исламское государство и не имеют там к чеченскому народу, к вот этим чеченским государственным национальным процессам отношения. И как бы аккуратно вот эту вот свою тему ее могут догнуть. Я имею в виду постановление халифата во всем мире и так далее. Уже без чеченцев как бы сами. Ну, да, не пускают чеченцы, даже кто этой темой страдает. Но имеется в виду чеченский народ, это чеченское государство, это ничего общего с вот этими их идеями, там, нарративами не имеет ничего общего. А у нас есть 43-я статья Конституции, в которой сказано, что гражданин Чеченской Республики имеет право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой. Но надо понимать, что религии могут быть разные у людей, или конфессии религиозные, или религиозные течения там. Поэтому там тоже позаботились об этом, когда принимали вот эти статьи Конституции. И там эта статья дополняется, то есть либо не исповедовать никакой, и дальше идет исполнять любые какие-то религиозные обряды и любую другую не противоречащую законам государства религиозную деятельность. Вот понятно, да, если ты как бы не нарушаешь законы, вот у тебя религия может быть такой, что в твоей религии нужно ликвидировать чеченскую нацию или кого-то изнасиловать, вот сура 4, 24 аят. Или заниматься педофилией, я извиняюсь, осуждаю.
или брать у кого-то джизю, унизив людей, да, там, будучи, то это закон не позволяет. Деструктивные, то есть свойства деструктивные. Да, если вот у вашей религия вот такая, если в ней вот прописаны вот такие вот вещи, то и уж извините, вам это не дадут там практиковать. С этим вы можете заниматься, но я лично сторонник того, чтобы сделать так, чтобы всем было удобно и всем было, чтобы все были довольны. Вот у нас существует там это самое в Азии, там в Средней Азии ряд государств, одно из которых более приближенное государство там к шариату, Корану и Сунне, которое называется Афганистан. С этим Афганистаном можно тоже заключать сделки там в случае необходимости. Вот если наш народ, наша нация, там, наше государство, оно посчитает нужным, короче, можно с ними найти что-то общее, да? И вот в этом государстве как раз можно универно брать там джизью, жениться там на 7-9-летних, бороться там с национализмом, как бы с национальным, с культурным. Вот спокойно можно договориться с государством Афганистан. Мы вам, например, я не знаю, там баранов или бараньи шкуры, или каких-то там картошку, что там еще можно предложить, там какие-то горюче-смазочные, там нефтепродукты, что-то такое. Вы взамен этого берете вот людей, которые хотят жить по шариату, Наоборот, по Корану и Сунне. Они еще должны доплачивать. Это же человеческий ресурс. Ну, я поэтому говорю, я сторонник того, чтобы всем было как бы хорошо, да? Чтобы и волки были целые, как говорит, сыты, и там и рыбку съесть, и так далее. Вот чтобы всем было нормально, удобно, приятно, комфортно. Я лично сторонник того, чтобы вот этих людей, зачем им мучиться среди чеченцев, какую-то чеченскую с ним бороться, там уже он готовый же есть, уже почти, окей, не 100%, но вы, которые стремитесь к этому, вот как вы, ребята, там нужны, чтобы добить все 100%. Поэтому это для всех будет удобнее, если каждый найдет свое. И вот этот процесс, если запустить этих людей, они помогут там 100% установить халифат, шариат. А мы, чеченцы, как бы будем своим культурным, и государственным, там, общепринятым, международным каким-то процессом и правилам там следовать. Очень легко это тоже решается. Да, это называется добровольная депортация вроде. Не, ну смотрите, человек не хочет быть в какой-то, придерживаться каких-то национальных вот этих моментов, да? Вот не хочет, у него религия это не позволяет. У него религия не позволяет жить там в тагутском, кафирском государстве, в конституционном государстве и так далее. Поэтому, пожалуйста, не проблема. Это же не хочет он, зачем его там насильно держать? Или что, все остальные должны под него, что ли, подстраиваться? Тоже не хотеть, как он, там это и... Зачем это делать, когда вот этим людям есть ихняя тагутская, кефирская, там, национальная, а для тебя есть, где этого всего нет, вон там.
И как раз ты можешь заработать гури себе перед тем, как с Аллахом встретиться. Заработать себе пальмы в раю. Эти молочные реки, киселевые берега. Ты можешь себе заработать, потому что в Афганистане нужны еще помощники, чтобы 100% себе пальмы в раю. Вот уж полный ты противник сунны, да? Ты можешь просто сам не использовать этих жемчужных мальчиков, и все. Там тоже вроде же не принуждают в Афганистане насильно иметь каждому жемчужного мальчика. Да-да, говорите, маленькая. Да, вот вы рассказывали в прошлые разы, что вы сами наблюдали, как в 90-е годы, так скажем, представители арабского народа, они заходили в мечети, как бы выполняли свои ритуалы и исламские, и как бы навязывали отчасти эти ритуалы, как бы говорили, что чеченцы выполняют их неправильно. Они делали это в открытую или как-то скрытно? То есть замечание, или как это происходило? Такой вопрос у меня. Ваххабиты вот эти? Ну да, вот представители, скажем так, правильных в то время, как считалось, религиозных течений более правильных таких. Джихад. Меня слышно, Джихад? Да, у тебя такой глубокий голос. Да. А так нормально меня слышно? Алло, Аллах Акбар. Да, нормально. Ибраим, дай мне 10 минут, я много времени займу. Ца личный хумма, да, свой дույцик, вой ком хумма, дույцик, со нохчу, ухо нохчу, вой шедыш нохчу, вой нохчу кома, пайдадек диц, мадезивой. Сун хиетаги, хун хиетаги, вейн хиетаги, кычен хиетаги, диснешнат. Хаца утваг ойлю, са иштю, вукун, виштю, амбоду, вой историну гойчтег, вой хатлеца, и теллен, хор тагу диндол хумдуй, цунши махаду без. Цацвек чо бяхвел. Вожа цагуш бяхвелу, вожа хахуш тяш бях ямертон чеквелу. Вой губохис дукан ёштан вой на постойлер вой махкочу. Бусалчнага нохчу бубош, бусалчнага тяш бях бешбац. Тута и нису. Хунда чо вой кел дайганол историю хашо. Сюл махка дерасна олчна нохчумата. Яшулани вой эдл хержандол масхадов пачавар вой кому харжан тешам дабел хаец أصلاً هرنوخش قام حرميت أحضان هيبقشر حق نوخش هيقبلش بالديك بالبيلا قال اشتعاو يحكم عيدل كرت إذا وش تعتسوي ويكلش مش ديبوتاج أوتنا غاسك متا يبوصل ناخ دياسي عبول شامل بسي يندر زيلي مي أدوك مولادي تياشولاني أوت عيدلن يامرتون ثاني تياشول بابان أوت عيدلن يامرتون ياش أوت غاسكش ثاني بيرتبان بوصل ناخ بولشا Сюли махкте блетеш. И цугойте бусалчнахи гаха, цену йоци. И милх шкома велаха, и нохчу мат бич велаха, нохчу убош лешоша, бусал убошо, тага, и цену ац. Он дячецун да чашол козлах ойл холи. От сдинчу ахязин ду эш бит, магин ду эл. Цан бусалчтагу, вай дюч ду хох хархан качац дюч хадош дуай, бусал убошо, тагу, боку юйцар яц. И вой даца эч, вой цедул, сокиет ибрахот, дипломат, демократ, самовец демократ, со нохчу. Се боку ю и аэл, се нохчу комат я царяшил ямерту, нох виндетен я царяшил ямерту, мехштегам давога хөл азик, цюка давога, нохчу цун рул кульштат, дин царит уан бешвусь. А вой нохчу кам диц. Вой нохчу
Oman endek da kodu dies i Bügel geht dies. Nicht mal, Sander Mette Zawane. Зварня цаван изам здуйца куду ца проблем мил штаца вахча умадат изам хавеча умадат. Вай бо куду хар нохши Омана вай баркш хабел без хо демократу. Сокет хо политически массерца иш кед мяз ха бусалдин ван. Сомават ЧДП вати. Ахо со хана осту. Хашабеш хана ости бу хундячо хун ценчумант хана ост хилчак верухсо се яхсибат эссагейта иштацават амбу дешсани бодек да ошхрусо. Иш хазкед мяздит хундяч политик хилма ези вайкит макит амбоду вайда вайд богуду. Вай нохчи бу богчар. Бусалдин чо хацану яцел вайдакай хуез из хазикар диашвилаха حجر وطوش لها عدسر حقش لها حقيد اشت كيد مرزبوس لها وشت لها سلفيت لها وش خبشت سيرة كرت تبتر قراندو تشوت ادويت اشادك اوتس قران شوع بايمرو وزوش اوتس بايمرز دينك ليليش بيوسيالس مانيتسير بالخل داتس تقلع عطلا اوتس موز محمد عطر اش От муз Мухаммад слили никак магдаш хул шишич ялер ши тиляцол кант векалвин тиляцол мекки кабнулат итир давя сакант ватся савачился доллар вяха шишич ялер магдо сурач ая швадыштин Аллах игет кисанчат лину Аллах ой нохчи лейвук Аллах талишнин гаск лейвуис вай нохчиш лейви нацнадал то тяшику яц Вай хункуеш что от Аллаха азгамаршукали. Цухена хилил цивилизация бе хинцебе яцер цигатагана яцер як шахарш от хоккерст бубохчар бе иникбе. Джидда кесчиню, Дубай кесчиню цан, англичаш, француз, голландш, дабелш. И вайн гуш моду вай аудал хил мацадез вай лет бдейт, мацадез вай ворол замай чуму дугич вай. Вай кед мерздол дел, хил дел вай ишт хок холт эдякка вай. Вай толерантный, вай кам цендолдер, вай дагваш цендолдер. Александр Дюма, Кавказе, Вечкана. Я сижу, перечитываю все его книги. Наивный, ищ, затерик, танохчебу, наивный бу, кидегду. Как они описывают нас, немецкие историки. Почитайте. Вай хинца дуца, на это хаз камядыч, хинтердовый сразу. Жюкки буй, вай камядышу. 45-й. Хинца дацадел. Кяаш канвел волша 95-100 лет на инвалидной коляске волцер. И нацистуй хауэлуй. Чун кялюй. Туго чулукца, чтобы другим повадно не было. Не за то, что они хотят его быть кровопийцей, убийцей. Чун юдох, что тазерду чулукца. Хохдунен гайта гочкавиш сани. А вы кейд между сун кинтервала. Кинтервали, кинтерсовали. Да-дац. Бодек дис езвой. Так цусона хархинс дайгонил историю. Цанин безхил буйнах, вуканчо эли бу турпалхой, бу амбоду хорум нишише махадин. Вай хокте хаути мухкачо. Вай качо вай кед мерз бхилдер, вай дейш нано, цакед мадует и вен эдер интерва. Пусалдин ишталирату. Вот хокте делдер цундел маэл. Хок конституции цаних, ла 4-я статья, кедай гожды. Эс эрду, со нохчову, со цанин диекарлавац. Es хажмиш беш, иш арабер пропагандеш, хажам белеш, ох бусалдино харзиединашун вайн, гасқиш лелин душун хардин, исюли гумки, хажи вила хайвач, воштешу хажи, кут хаж, шамиль, узун хаджи, Джовани Батиста, Шейх Мансур, Турцер, Персер хайвач ишей, векал чарнохчикам, халкинашун, кавказский там хилбачун, нохчи гасқи хилашун, трей пришера, трей ичера, цулхал, имам Шамиль Мансур бохчил замачу, нохчи халк бинашун, лебяш, хири хабохиш, бусал бубогыч, цауняды бусал шнаган, лятнишка, шутилош душун, ярч кулани, и пропагандияш, вереницами, колоннами, нохчи, да ярит на войн, ха, махай, ой, да дичуны, эс, кайхамбяш, хар азби, да, ца, эс, кашто ситарбу, Коран, запретить на официальном уровне, закрепить в Конституции Чеченской Республики. И Коран я чувал, что так и ночью отбычу, лагай, чечены говорят, та он чувал, вешуется, что келин. И притча, он я чул, кэмэ цани, да он руха скамешта, тяри щичалер, и дэрдуис. Цучуа сурач, смотрю 4, сура 4, аят 23. Хайнан, магиняцхон, значит, и шайнана теяш, вакала царь.
Ots arbosh, we da madiz, we hun queerstuur. Soms queer da. Ja, queerer mawat, ja tsanin khalkhiter der wasser el atir mawat, und dat itsamu al die staats ibodik. Esatsaach, wuqutsaach, queertsaach. We hoch halt da dok noch chu alishos, lies madu etalestina. Da wird buga. Jukti shuk wird jukti boa asta noch chun, noch chu bubos, noch chu matlich. Busal dushas bosh. Busal din ist madatbo. Yes bitch, jukti khatsari es bitch schein. Jukti audal bats. Jukti khazqamel der sheruq der shbu. Auschwitz selber die Inacht, was selber der Akoran hör ich durch, ich gutsche bo Schamader, noch zu ach gut nach dieso idin. Din du bo sek du одного раба бедуина. Tawe balabats we noch zu dat is arbo shuke da was noch zu hilbox, noch zu hilgstilaats, noch zu edeltilaats, noch zu destig. Ich mabu en raskisch habas har busel nach jubox liosho и noch zu matbichel. Har leis jetzt raskisch. Os raskisch pasport del chbe. Ots raskish vizi el chibie, цик баглуш бац. Я цух zaman чо халга багит бilla bats. Omdat je wij boes op de ilaste raskish masu out iashulan Azerbaijan persiger hayaksh, Gruzi Turksiger persiger hayakhan wij yuqidelen. Tsar dagit chibie, wij zu machs dagit da tsar wij dagit andu. Liediash nuts arbagit anbu, tserdin hadoishtiger arba haqyush. Yemenir tahuni adin ta arboy boy hayash in kurish tina boy. Ushu Жикты, я цыган шуш хую. Бей свой, лай мадаться тянешь доудаш. Ну засланы казачки шукаш, хинца аж бухаш войца. Атха, шейла, видно, шей, зиярчдин. Вайда алдес, шу noch шахдats, es tama noch komen Dutch dats, es noch huma tama Dutch dats, dat Dutch docher noch kam. Chanin da doch schmaducer. Chani noch zerwe qome hay noch chmot tavis khlishat so noch chwel noch chum diti sho schwarz tana chut busol din di schul di schul tana wuchana wird ras gerum di schul wuchana wird tana television tana mot haq bi schul yo os din schulani weil noch chum mat du so veteran chu chu weil noch chu du stolchum dis nur datsweg weil im sha meldek bodek dael it's an our tsanuin tabarem mit tabubut qatinu di shkhna khaz ari sharu nisto qukh da doqti lat nisto tsando khaz yak yeshu kharja yoqti chuchu khaz bukh but tuq bil shal ishtin haldoqa pies doqa ishtwetsa di shtadol tanalish we bukh da beqtsa we müsstutsa da el Пожалуй, вы ночи душун, вы арбой длинца не цама дачун, вы арбой махса не ца, вы юкмет заячун, вы ца гергалу лилуш, вы евейц балбуш, евейх длаглуш, эц сюли махка аштол кемниш, вы ца царя пейца бела, хоцахилла, раскиш вы килу яш холтнина, ар арбой хакиш, хок арбой швей, дахар хонгушул арбоча, ялу зудюшига ол, نخشي حوالي حكيرة دوغل حيوك يسندو قمي عدي شوتك بوسيل موي سابر دي حبشوك زودي علوي انو كاتشا دوغ تدوغتر كاتشا دوغ وال تيوغتر تيوش هرسون دين دي شو ديل دوش ايوش الله دوش ايوش يسا زودري داقيل غيرشو شاش حالغ ليلي نيقليلوش ما بوش تاغانا ميلش ماجي غوحو ميلش عربوشن قمي عدي تورك ولا كيوغا شوغا سونجايت زودي اوغتر Сухена шаш лелиник доктор волож замоча отцел зудиали отцел харди чер корача язин маду зуди дакилер царя лешбар иш хизбар шакона убош кона нох читира догдол тагуй шинена от нох чушука и даждel шхилше ойлен шина мил зудю Козлаю, юлю, я приолю, шииш мую терю ишт. Малуалин, цун дюштан баца, хачачу крик дуалитан, хостеинчхена, яга ой боги чаличали, зицахуня арбома тахтеш йоча, цасурет эди, цадуатдай. Паула бош, лишь мой малниш. Это английские колонии, яри цухена, Шотландии, Ирландии, право первой брачной ночи юшунис. Вот аяшек, но с религиозным, так называемым сектантизмом, видишь, на самом деле, но типа с религиозным, юкай, гумшатик, везде муллы, мула, удаешуся, эйш, ян, вагаван, ой, хазвел, хостеечкина, яй, дуады, лиш лабош, и милу, Ой, ночи эшеш, ладуриш, хасун резила, хайос, юцани, цан эйдубош, ишт лекад моюй. Son zij deed dat is lelijk, dat maar door.
Sun ha maha sun gamagina. Dečk wardantja, dečk čurštja, lel nach, sun hinsa dak boh. Ща гунядиш Казахстане было, сейчас о висенчка на ташин вокл, зудел каш лоон, танах кучел ночи бы, чайол хасон резю, чайол швей ночи, ишт ина вей молниш дерзин дацар лукш, вей молниш дабихтан бац вей дейш, вей молниш балбайтан бац и зудри, вей молниш тилитаняц и церш, вей молниш вей камчак дехкандац, хокени дехкандац. Her молниш бежон тут я, ца эзер, дуос трей, тясеншера, дундак, гульбелбор, молниш, эрба, озгасхаш, КГБшникш. Исламский хуняди, возрождение, юер, зеленый комиссар, ца Астраханя гош, ца ухна гош. Хиц массуметя молвук. Ок арен цебуй молниш, арбасханер, дагул берджан була, Сулейман. Цахбу, альбу махкабу. Хай, чуа, вацко. Her mezniş hayiduyçi, otçukuyşi, hameldol hum doğuş. Hayelца уняди воинский центр, чучах дуйца ходу, сунна пророка. Эдлан Герга. Чеченский центр. Юйол, что чуа мезг до сунна пророка. Сунна пророка гула, ща меликши, ходишти, мариуан, лялил, бичи, ща мэрил, коладеш, наган, килу, ща сеньол, арбош, хейзиньол, китаны мети уан, туан бина яти газ, ща мэр, даал диз, кирекуш, эмкалт ел, даяр яхш, хил яти газ. Эмкали чищва, личелич, озгамашка, и эмкали чишмиш, лялей, так, сунна цахич, мацадолгис. Виранти, лялей, виртир, чуящи, межи, йогу, рёци, бляхка глорёци бош. Оцкие пар таги очол тагал, нохчи сила ош, кона, елазу дела, пэмарвин, мурилеру. Ща, танал, килу его ванчхина, ой, хокша, ходиш, удуку дишен, ой, вендетер цара. Пиреквиш, хокуза, ой, хачи элэч, вац элиш бош. Ванчо возин вайтен лел, шныр моюсь натуральный. Лей, пешел паспас, нохчима тайш, да, мадезвой. И дух цучуа дыч, аренца его вич цунада тердештуй. Цавет хотя и вичу, телевидни раскаш ахчалуштил, цучуа вит, арбо мог давет буа и нохчибу и биду иншхил, да, лиш от эмкаште лич, лиш от эмка чищуа лич. От Турция буиш аш, Украине давет хотя нохчи хум дел бубо, бац! Джихад дяш буш. От Украинч оз раскаш кулани и капенки, апостоли, милуцерицега, щамел Будана, Вигинс, директор офиса президента халдал. Щамел и нохчи гулин царя бусал нахбин, от бусал дин чулани, воюга холки штук от Украинша. Цар цанца нохчихум ой армадац, цар бусал дин сект мою ючвет и ожушил. Хар Закаеви, хар Кутаеви, хар Аживари, хар Сулима, ца мою шеш. Хажал хар Тумсо, отцел иманя, лелва, бусал дин дич, со политический блогер вел. Хавалин вол, Макаловый, цани. Связки балдышу, Макалов, ща мелил нех, тусичу айол видео. Важек, и нах гарабош, лелва. Бусал штаги. Тумсуй, на вас милажиш, Макаловук, капан, чуардукис. Капе хадел, капдукис, Макалов. Оц эдлен, балбин, хавен, мауиз, вен ха, магат, ахчуна, вен самдол, мадья, Тумсу милу. Макалов милу. Худу цали уже, хубу сады. Ваху, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, та'аля ва баракатуху. Сегодня поговорим, загонять. Хашамел, таджик, узбек, гулин, чучавахен, аш нохчихум ди, чухар шнир. Тан, UFC, хашу пресс-конференц. Вахен, хамзан. Кона, уда, мок штагуй. Хас тоуш, кодердин, лечуй. Кон хал маяцинга. То ца нохчихуман пайда, хума мадац. Йохкамя, маваци, нохчиву ала. Вахен, раскаш, келейжен, аш май вуку цундел элерк, воло хапутиник тагвайт эл. Стрикландс элер шумцин. Халтаг яц эл. Воло хапутиник, халтаг вахилват, хай махбахтер лилшер. Махирш, Аллаху Акбар, такбир, я террорист бош. А шукас? А так со нохчиву, сон ват террорист. Сон ват Аллах Акбар. И Аллах Акбар бали дел, хех марчак дел, хар мелдол кам. Цу махкар дала дез, хар дуни мелду держал лишь мадуй. Хар хачи элю юахтелил,
جايش بولراني بو هوق لك ولامسن لك وتقلع معش هيخوش ليش كون عمو مش بويتوش تدقاش لستوش لا تحتوش بولراني مرلياش ليش تجيوش هم ما يزنقش ليش ليش ما يز تويري ويتس تيك مو يويت ويدعا ما ديز اشتعا ديز ويز هر بوسل دين هر عربو دين هر عربو امل غاسقش وين تعليل شو اتش مزمع مدي بيخل قوايت زود خدا يوشو تاقن تعالجنيا خزنيخ سنчо мокшалёш так уксо суда бишец قوايت زود توشونك كتا секс наложникс отсай дюзел халамулил русу хар шунаной бушин бош нах далой уняди вешхер уй шурвин шуравин чизучо вехник еще качу حيزني مكشدوي الله خورلور يرقص هي با قلت ما ست تسجينا كون نوختي باترش تسكيرة تعمل دات شا سنولش تاجنت او تيش سي ايش كاتشو دالوري البوشو تاك موات يا مايات تاك حلقه شويه خمايات تندل اسبوسال دينو خدو ابنع ونوختي قوم تار هدينا بيش بسبش ليش يحشبش بيتش بوش دائما قيرر بيتش بوتر استيوشال دوقون إبراهيم وطاعن سون تيوين أحجل ناوست هر بقدك دون هر خاستك دون خاس بوخبالش عسوتاش سقوان خلوق إبقدك إلات دير سوتن قلبي الخلاء باق مبيلا نيس ليوحا إلشان عد مد عديل مدوز تاك شا ميلدر تير دينشرهم ديوش لاتشا إنوختي مات بيشو بوسال بوبوشو تاقو تيلوش ناس إبقدك تاق مياتي بور دوتا كوتشو واخوشن غاسقش كر اخنش üç غاسق تابعي ازر سو اسكرخو اتس نوختي شح لا تلاتش تير بوشتيالا تير جاز حيات حول هقز قوتشوال حول اردو اردو دير حتى عليكن اردو اشتبه شو يحدو على اردو يحدو على اتش بيتش اتي اميره بوش ستة اتمخر اروقرو بيعنا بو وين خا ما نوختي الشخص دول ديومش هو قارت حباكتن شمو بيزن قدا غاسقش паспорт слуш غاسقش визна шёш غاسقش легендш создавать шокос иштхизини мажляти хуня хачиш күгдүни кедегдини важдинги хаятна шамел яжен нормалныш غاسقي конституш ёш Церга шей ахша üç, церга instruktiş ha üç, церга meldul umar ha üç, liyoş mu ya şey melul harbusol bu bokşo. Цаца орден на Хорватии венерчу. Цач хочу элюкцига, нохчи духардон, черкесский кварта, какан куй холхос куй бо. Нахар цахуни ади уйза зелим ендер би зелим üller. Зелим ендер би üller melek хочу элюк, раскаш ёхкер. Джамбулат Сулейманов и орден нахар Абу Арсби Бакари, Кебек хар шариатский судья Милугар Басхан Мусмагамадови. Ценца отсюд видео лучше. Отсюда там малюк шувена аш шамелу и раскаш ёхкел. Хотя я им сейчас вот ахач или там нохчи хум да цадит чё. От Абу Арсби ценца нохчи хум диш. Сказал Пахмару и Али. Оля угардини, эльшу гардини. И доктор дюсек. Нохчи хум цадит, мадат, нохчи хум это бяхе. Шу нохчи ишт халашун бош. Абох швой кучак амелда. Шу нохчи иште А там дыц вагу хотятани. Нахчиш мабалин дейча кач зудри бош. Вахош каш. Вадельви хайдала хуллат дала худо илха нахчи قوم يقير. هناكسا نахчи вила. Цо идене вакидайт мегардат алдиш. Мо. Хонехши йохшу нахчи قوم те. Бяхня шу икам. Хай вариде доқанте хай тайпас туқымыз худо от قوم يقير. Идича эс эрдар қса чүрче дича ажал эй. Бақ қой. Юрт қой. Күп қой. Урам хой, хачурчин гардяла шунар, цанца вакидалит мегардачун, арбио хумюшун. $1 ve сет сом сотегу чхумдачун харел. Es kelkay kushun aldish modu es nochchukam tsen modu tsunach. Zo idina bash es nochchukam blachta dish modats. Ist mayu ar tsenu nisu, har boko ist mayu. Nochchika, har nochchikam yugo duitswe tsadich tadolwe. Har nochchikam hokdine hadalina gmüshbu, we deish nanoish. Mugdalina, yamartwan tsadalina, khillit tsadalina, tashbahkis tsadalina, we diese dish, we te yash.
مسيت خان يالش خنا حوقش عبوق زودري جت زودري بوق بيالش ما خس خيتك إيش نوختش تابع فيستخل شغالة عينان شاتسيجا عينان خوش على تيك توك شغال البيالش نوختش خمديش واي نوختش ديش تان خزل جيتن واي غلق جيتن واي أزدنجل جيتن واي لارم جيتن واي ياخ جيتن واي تانو جيتن تيشم جيتن وتشوند الحدائق مدو هوق دينو أتصار حدالين مدو هر بوصل شناغ نوختش موت بيش بوصل شناغ حداليتن مدات حدائتن مدات لردين مدات القام هوقين ديخني أتس نوختش دين دوئس أتس وي ديش حديش ساديش تسير ديش تسير نانوش تسير يجرش تسانونتيا بوخونتيا تيشمنتيا نيسونتيا وي تسنش كладوغيش شي موستر مилуца شو تاج قونا واتسبوخش مدوي Iway taalash dina mosta wual hersa mosta wuwetsun dahum dats wual. Идёнал доч на букучо. Камялам доцар цахуни один хуй гладиатор вуй, гром вуй, рыцарь вуй, обрыв вуй, молния вуй. И камешам доцар халифат вуй, халиф вуй, жамат вуй. Нахьяц, дал хадаш дуй. Цен, низ, бодол, дешя сен, герз дашун. Вай дин дич, ондяч вай цади, дин яча, исек юки, ондяч вай цадич садол, бодек вай цадич садол, ам боду вай нохчу хума дюцерду. Цахардинс дол хок арбой, лей амал, вай юки даяхашата. Ах дина буса нохчу хум дис диз, вай нохчу хум дис диз, вай нохчу хум дис диз, нохчу илли алит диз, нохчу эшер лакит диз, нохчу дешк пондер лакит биз, нохчу кихат пондер лакит биз, нохчу ацаря бол пондер лакит биз, нохчу илли алит диз, нохчу бага лохшил эшер алит диз, нохчу кисниш далу диз, нохчу халхар гайт диз, аму диз, нохчу дохар гайт диз, нохчу Edel amudiz, gilk, gulk, ja, vest, kerel, bidder, ja. Wistgeler, wagaar, dataar, sataar, zalo moduits. Shamel dik dis diskoi. Wat ze dis tado, wij shamel dol arbohom als raskescholaan im duitsoi. Daar weet gewoon Masha и Алла, Инна и Илья, Игорь и Вася, Супьян, Цахунядиник, Олеся. يدق ويبقعدي ما شاء الله وفي يلا غزاني يلا حتج يلا حبرش يلا حقوق يلا حقوم يسكو ما شاء الله اوش حوت حولع هم يسك ما شاء الله إن إليا دقوي Шевела шунар, алархам, елерен шуве нерсу, ях мобилиш вахо. Дал эту болве массера нохчи, нич хумат я. Милхавелахчу на остикер дуй. Бодек тилаца, он халюега, дюналду, цену юкойга, дал мула. Дал эту боль, дал я хаберт квел. Неврес, дика элиш емета эли. As lično daboh, suna har as dich sadas hochsdatzer, soos hochsdatzer, zanen hoch hochsdatzer, tun hoch hochsdatzer, tammo har din mother dich, it hulil dat shesh tsalot sarde. Taxas smela ali shuk. Har din mother dosh dol shar mother shek dadi chartelo chuk sada wala sawri da wala hain da wala hain devosh wala hain nenda wala de tag watsqe asam bo so itselch so yal met qodin wa shabaqan hardin noqch meldo humantiqichdu noqch deish sitiqichdu oqar shay paymari si shu paymari so tag watsi tsada shu paymari si dol shmetksun gaita I ashun hago shun si bo kudo wets amordu سي حيندو الشقدوتشن حدول هذا سي بودواش إسمحان قد حن بريمينيت دوش سي دولتشر سي تقول شن هو سي دولتشر سي تقول دقدتش تويس تيم قيد لوري هذا خو اللي شو ديناخ شوخ ها تقداش قلبو يشل دعيلهم شي خلوولك تقوات سي كشيتشن مرقية البيخ عادت ديبو شو برستيتوت كش دادويل دلش شو ديني يال نير عوسيش أسقي هم عتبوشن شاي دينا خلق عوسيش شو دينا خويش ساويهنت
شوخ ويش تعوي هنس قطي خوتشول جنخ تعويشي يجيك تيتا ويش شوخ يا عرب ويتا يش شوخ داج شو عردين دين то شو ليش يلشع واش даже сами арабы не признают. Это шух ца немцу вещь шух, француз вещь шух, поляк вещь шух, австриец шух, милвещ хаусиш. Тходаешь хамбешиш, тходаешь дадич, восхищ цедеш лодуш акуш. Ардир мом ца хок цера цани мети, аша хок шуч. Чулардин шуч, чулардин. Я хочу опущенный на журико. Del وزور عجوريق واحد ليش بو ساتان 700 тысяч оправданию نوخشنايو غلخشنايو وين ديم بوصل دين داتا ديز ويدايش ليلين دول هم دو توتي في حق شيء هم دات الله ديل وشم بوش متشاو الله حاجايتش تان اورانجر اتش ديل ويتش متك حاجايت تشوا ويتشك الله خو ديل وات ديل تن وشو ديرمو ديرو صوتي شو ديلم ديل مولا شو بويا خلخ شو قران يور قران كما سوترخ شو بايمر بيدافيلخ صوتي شو ديل تن ديل مولا شيء بسون جايتي حدولش بدال دا اتن بوخ يا شرقايتش كربع كان نيا زودري تقيد مقواش بيدافيلية انتست مقواش ايتش دا اتن بويش دال حدول ديست خلوه حدول مولى حيالية مفتي حيالية وشو شيخ دولة هنا خلات تويا خاجي خلات تاع يو شايك حيالي ايش وقين صاحبي دعملويتش انشو هو نيريالا ها شو نتسقل نوخش شقورد دالي تغيرش داريشو دادل لشون تير دادل لشون دال وزور دال لتسن دق دال مولا شو الله يخان تير دادل لقوشن سو ليتشنا الله يخي جليتان دعباش قوشن سو ترونتي ابرام راكم خواتن شو الله يخان جليتان قوشو يدري شو أفاية دتها شدوش وطنا مارش ودوش المسألة كورتكا تان شيسات ليتيق وارتنسو سونا هرتان دين دول قميان نوخش خلاتسا هو دينيان ديح صحالتوش شون خزا شين خزا أساء مليار مناخ عوش برشا تشيچنسكا проститутка بوش да سيون ديال يلايوش الله بوش محلوش نوخش خلاتسكي قميان ديش متكتاجنيرسون ودابا ديشا غلق روق مصو اور دونال مستوچنز ليلوشتيج دوختوچنز ليلوشتيج لوخوچنز ليلوشتيج اشتغلت مصو هم جايتا دابا نيري ناخ سون خزدا سريوم تانا قرا بوصلنا وبوش ديرش بولنا وين كحدا ايتنج وياقل شلتي ودينا انت بوش يقوين دات أستع حاجة أتشينهم نخ خارجم ببيست قوي دلاوي تقون هيدوش تدر ديستي إلي هو دينان على برستيتوت كشدوبو أشتات ديزادش تدر ديستي ويا خارجم ببيش خان تقاشق بزول ديس فوق شو دير شو هادويرو نوخ شو بالبويتش بو كان ميل دايل هم هايتشي يستخلو شو سو دعوة سو يستخلت دوينال دات شوغا سويك شي خطر دات شي اتكران كما سوتر تشوري آيت تياق نهار آيت ديشي تاويج آيت ديشي تياق شو شي كانال ديا حديث ديشي تياق شو بغاري مسلم تيه باقلش خونت يا خايشون شو نخيوت دير شو تعتقيوت دير حمو أنيول حيول جايت شيء تنال شيء ببصب دين تنال حد جايتش تندين مش هذا هو إسلام إستنا إسلام سامي ميرنا ريليجيا
ислам это сама чистота. وقاعدة قوش دين دات بوش مرجل عيش مدوش أونيتاج شور إتو شور خلدني ما سعرجر بلا شبعك عبيالي شات الله يا بلا الحمد لله بس هذه أنت دال جاش دول دال قهية تنبول شيء إن لله وإنه لا راجعون بوش تعم شيت واشتاتو شيء تعبل بلا تقول شيء زوديالو تعبل بلا قي وتصدقوا وغن تعبل بلا يو دعتو وغن شعبال بتاج ماشيان إيشي كده مدين ماشيان وتديت ساسات سديش برزا ده فيديو ده سدين ماشيان يحتين أبدا شو شو مولش دو شو سايداسو مات مروه لندك تدو شو مولش دو ده بويا خبرش أي عز خبرش دويتو تان نو أسخو ألين تخون حمزة جماعة خون خو ألت خوات تويسو هيت أمريكان شبو على عينك دعسكوش حوسيش تو أمريكان تو شو نوخش تشن خبو ألش أسخو أل ديز لا يترجع أمريكان شكو أنا موتوه هو تلاش إنت زات خوشر وات إيه ويتوه وش أمريكان توات صد عويت شو تو إيش دويدو على شو نوخش برستو دبو تو أمريكا أسخو أل ديز بيدر عماير يول الله أكبر الديس خيوير دوات Sam da sergal hum tu nis ma bo her şueti de en qahpşa madardol şueti xırçı işte takılı ye dayon добровольно налог пацан он сигнал дает нашей молодежи что это нормально хокун балет де хокун комментарий yazı hok пидоран ставки аж мою ногче алкыşı молодежь her tak gümüç اش تطيخوا شو يا بلاد تقوى وانا تنو قدم ده ما تايتا شو بيدرش بلاد هل هنا عشتوا يعني اختي واتي وعدو ليش يصحوش دقوا نوقتي ملو بوصل بخيو تق ملو وانا ملو عدو دوت واخو يشنا دوت هو تو دوت تقيش تاعي ديل دايت شون غاما شاش تايوتي Zonder شو weggechi تسمك شو برقتي عشق دوينال ديك داتي سينتي او دنيا حالي راح الدعال دوينال ديك وات يبارك حواته يسشن زود حبايا مردوق برستيتوتك خدش تجماري دون ليتشكو اشتا دعبوش بوش هبو حميتشا عليلو قبل مجاهدين اقصى بدلش يتسوقوا هو حلال ازخزتها حلو هو زود مليو دا قويت قوقا شيء هو شو ديتين شو كان ريز وقتي ريز هروات هر تناتي عدوال شيش عدوال تنات كمين تاريش يازي اوخا ان ماي اخو نو دو ناخن يو اصلاج وهم دات ناخ هاتا جات ناخن يو عيستول شو ناخن يو عليا ليات حليلا خوالي والله عليتشكو ايردك هوقا ايردو قصوي حليل تاقيو ساقوك انت شاقو ماحكر شاسم دات لج وهم ليتشكو واشون شو حسن نشتاتي قامل لو خان باتشتي بيت شوك شو ليتشكي هذا شو ادنى رازوي بودلايزر شات باتشتي 5000 штук حقيا لزدا جوكسا ليتشكو انا هاي ولا شو يست خلا خشيل زود ازميلي غويتون زود بعد زودر شمسالهم دات تو زودر شكادول دوينال دات خوتي باغليغا ده خيال وحبايا مريض بويسن بيجن بول نخبوي شو اللي نخبوش هاي well سالچکو ویروات سا شهور چو ویروق شهور حسم احسن از دوچ دک ها جو باجه دوچ دک 10,000 دوق انشالله
меня это такой шок был, когда я в этой ваххабистской мечети, вот это все рыдание, короче, туда куда-то попал. После этого уже отвращение у меня стало, я туда пару раз так сходил. Ну, я, когда ее посещал, я тогда такой традиционного вот этого ислама придерживался. И, ну, вот этих ваххабистов, их как бы все футболили. То есть это там какие-то там двоюродную сестру разрешают. Не то, что двоюродную, там на сестре жениться разрешают. Короче, вот такие слухи про них были. Иншаллах, там, субханаллах, там, с бородами, как козлы, там, туда-сюда. Вот такая тема. Когда началось вот это джумуа, да, посещение, ну, у нас это рузб называется, рузб ламас, пятничная молитва. И там, мне тоже там объяснили потихоньку, что пятничную молитву, вот этот намаз джумуа, он тоже как бы обязан, надо тоже посещать. И я как-то сходил, а мой сосед, он там, ну, очень порядочный мужик был, выпивал он, правда, так, ну, слишком перебарщивал. Так, сам нормально, короче. И он мне как-то раз тормознул, это ты чё, мне говорит, охулел ты, типа, ты чё это? И я вот, говорю, в мечеть сходил. Ну, у меня на тот период, сколько мне, лет 17, 18, лет 17 мне, да. И он, ну, я как бы, у меня родителей нету на тот период уже, там, с 95-го года. И он так, ну, как бы озабоченно, да, обо мне, с заботой, скажем так. Ты что, ты куда это, туда-сюда? Я, типа, вот, в мечеть сходил туда, или шел я, по-моему, или оттуда пришел. Типа, это что такое, он мне говорит. Я говорю, ну, вот так в пятницу надо, короче, посещать мечеть туда-сюда. И он мне такой, короче, я не хочу сейчас озвучивать. Он, короче, ну, типа, кто это говорит, свое одно, ну, короче, мать-перемать, типа, кто говорит в мечеть ходить. То есть вот такое вот отношение там у людей было, что в мечеть, даже на эту пятничную молитву куда-то. Сейчас тут рассказывают сказки, там, чеченцы молились, не молились. Ни хрена там вообще, эта тема мало кого интересовала вообще. Это вот 97-й, 8-й год. Мой сосед, вот он мне говорит, спрашивает, что, куда, что? Я говорю, вот пятничная молитва. Он мне говорит, он и Бог, что, тегло Бог, что, короче. То есть тот, кто говорит туда, чтобы идти, короче, матом, наверное. Вот такая вот тема. Поэтому говорить, что там чеченцы какие-то эти там, мусульмане там, радикальные, это вообще тупняк полный. Вот сейчас, да, сейчас уже дебилизировали, когда насадили вот эту систему. А там тогда на тот период ничего подобного. Это все... Ibra, бяк микро алцалеш, ты мохты обячурс. Это оба. Старцы еще говорили, вставанием в позу, то есть уая алитияра. Тут наклоняться туда-сюда. Бога не обманешь, они говорили. Я это слышал вообще сотни раз, когда вот эти наши старцы говорили. То есть была такая, значит. Да. Все ясно, спасибо за ответ. Короче, вот какие-то там, чтобы ваххабиты или арабы, такого не было. Но когда я посещал, и это уже приобретало потихоньку такую массовость. Вот сегодня в пятничную молитву там вот такое количество пришло, в следующую чуть больше, потом уже места не было, там на улице где-то остановились. Вот я даже помню, как это развивалось. И
Вот у нас там в доме у одного чувака мы как бы молились в пятницу, и туда там приезжают какие-то старики тоже на молитву. И молитва закончилась, и они после молитвы, там один там, старший такой, он говорит, что вот мы из Урус-Мартана приехали сюда, чтобы нормально помолиться. Там сейчас у нас мечети все бородатые, ваххабиты, короче. Вот так вот руки поднимают, когда молятся, короче. И вот как бы попародирует, да, вот так руки поднимает, показывает. То есть, где я молился, да, мечеть, где я молился, там мне поднимают, понимаешь, вот эти. То есть мы эти... И тут эти приехали, и им, короче, уже как бы среди своих они себя чувствуют, и потом начинают рассказывать там свои вот эти жалобы, короче, там, ну, типа у нас нормально уже помолиться нельзя, эти бородатые там, короче, нашу мечеть захватили. Ну, они как бы давили уже, начали давить вот этих там стариков. Короче, с Урус-Мартана это начиналось, с самого оппозиционного места. Я сейчас о всех жителях не хочу что-то плохое сказать. Ибрahim, когда это начиналось, канат бат, муж бат, вот, как его правильно сказать, не канат, муж хул. И муж бакш. 20 человек, сначала 8, 10. Представляешь, они за имамом намаз-то не делали. По веревке, по нитке. Да, по нитке, короче, там уголок себе делали, короче. Да, цыга шейн отдельно рамош дурца. Представь, они за этим имамом даже не следовали. Сначала 5 человек, потом 10, потом 5, и, короче, пошло-поехало. И цандагдол, шух, ё, моштуешь, отдельно будешь, ламош дурца. Типа имам даял хумю, не свац, то охал хокшек, не субош. Ёх шейц ахда будет белер, шейц баз нашин, Аллаха, прям на дому базу Аллаха была, и у себя дома намаз-то делали. Ну, все для меня понятно, то есть не в открытую это все. Сейчас также с этим арабским языком вроде открыто никто не заставляет учить. Открытую, если... смотри. Открытую были вот эти базы. По-моему, 2 их было или сколько. Официально, ну, как бы официально или полуофициально вот открыли там в Сержинюрте, еще в одном месте где-то. Открыли вот эти базы, как бы под видом учебки военному делу, а там, вот там как раз-таки всех ваххабитов в основном мариновали там. Вербовка происходила. Сейчас вот с арабским языком тоже вот вижу в Кавказском мире также примерно в открытую вроде не пропагандируют его учить, но если ты знаешь, что ты типа уже как бы выше остальных чувствуешься в социуме, типа все, как сказать это, элита такая якобы, которая знает арабский язык. И это все двигает молодежь к изучению, получается. Вместо того, чтобы изучать там науки, либо английский язык, как бы типа получается лучше изучить арабский. Это тренд задают. Бесплатные учебки для арабского создали практически везде. С каждой мечети прикрепили медресе. Бесплатно учат. Там женщины ходят, дети ходят. Представляете? Почти в каждом селе. Алло, 29. А в школе 2 часа в неделю максимум чеченский язык преподают. Представляете? Бесплатно. Типа, а за это же платит Россия. Конечно, платит. Тебе что, в медресе будет человек бесплатно людей учить? Нет, конечно. Ему платят за это. Туда ходят женщины, дети, короче. Уже у нас даже есть видео, где взрослые женщины вот это страшные вот этот поют. Муда, вот это. У нас прикалываются, все рассылают это. Мы не над этими женщинами, конечно, смеемся, но вот что это дерьмо превращает наши женщины, вот этот сам ислам, я смеюсь. Они это думают, что они чем-то там богоугодным делом занимаются.
Да, там же втирают дичь, что когда ты идешь учить арабский язык, я знаю, что слышал вообще, когда ты идешь в мечеть или учить арабскую вязь, тебя ангелы охраняют, туда-сюда проводят, твои грехи вообще, короче, смываются, если даже это больше пены, морской пены всей нашей планеты. Вот такую дичь втирали. Представляете? Вообще вот я был бы не против этого, если бы одно но. Если бы вот, например, изучение арабского языка вело какое-то культурное просвещение. Ну, то есть в целом изучение какого-то языка, например, английского, оно дает большой доступ к огромному культурному пласту. То есть, например, я могу зайти на Amazon, книжку скачать любую там и прочитать ее в оригинале, скажем так, в культуре, да, Тут не так. Тут знаешь как, извиняюсь. Тут как раз таки изучение этого языка тебе полностью подкладывают под арабскую вот эту идеологию, чтобы подчинение. Ты считаешь, что ты чем-то вообще сверхъестественным там занимаешься, тратишь свое время, а по факту из тебя делают раба. Ну вот я и хотел сказать, что я не знаю, например, каких-то там арабских вот поэтов, какую-то музыку высококультурную арабскую там именно. Такого я не знаю, может такое есть? Есть. Ураба, вот такие. То есть вот изучение английского языка дает доступ к науке, там, к искусству, к культуре, скажем так, англосаксонской, да? Вот. А арабский язык... у нас на арабском языке еще медицина есть, медицина пророка. От поноса. Я еще кое-какие моменты там пропустил, когда рассказывал. Вот я там про этого... Просто у меня не всегда время говорить, я сейчас просто выскажу. Вот этот с Пушком, который был там, я говорил, у нас там на улице появился новый сосед. Вот он впервые, мы там с пацанами стоим на углу там улицы. Там кто курит, кто семечки ест. И этот тоже подошел, там поболтали, и, короче, этот уходит, да, там мы типа расходимся. И этот такой, саляму алейкум. Мы так друг на друга посмотрели, начали приходы ловить. Типа, ты что, пришел, что ли, короче? Потом тот говорит, я типа не шучу, это не шутка, типа, как там пророк, говорят, при расставании тоже сказал, что надо давать саламы, как и при встрече. Но первый раз, когда я это услышал, да, мы конкретно там ха-ха-хи поймали с этого. И даже когда он объяснил, потом ушел, еще его обсмеивали, стояли там полчаса. А потом это уже... Вот сейчас подойди к любому, кто будет на себе тельняшку рвать, говорить, что он не ваххабит там. Он тебе при встрече и при расставании не просто саляму алейкум скажет, а саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вот так вот это работает. И что интересно, вот этот Пушок, да, который... Ну, я, конечно, не хочу его там унижать как-то, да, унизительно называть. Может, он даже и слышит здесь это или будет это слушать. Вот он еще у нас там был на следующей улице, тоже с Пушком ходил. Потом еще с погоном один ходил, с этим, с арабским. Который с погоном ходил, его, правда, там замочили, он какого-то... Короче, когда вот эта вторая война началась, вот эти все джихадисты, весь вот этот джамаат, да, который этот самый, вот про которого я говорю, да, там, который на нашей улице там появился, смотрю, он в автобусе едет, блин, а я уже там оружие тоже прикупил себе. Готовлюсь, да, там, уже к встрече, там, уже потихоньку вторжение произошло, там, нас долбят со всех сторон, там, по городу, самолеты, не самолеты.
И так в этом, в маршруте, в автобусе с оружием я, короче, проезжаю. И этот сидит. Я так на него посмотрел, он делает вид, что меня не видит. В очках, в таких, для зрения. И сбритый пушок. Впервые я его без пушка. Шланга, как пророк Мухаммад шлангом прикинул. Просто охренеть, да? Представь, без пушка, с прозрачными очками, мой дружбан, который нам про всякие сунну, там, не сунну, там. Мы когда стояли, лэм, схахилла, туда-сюда, там, куда-нибудь сразу в сторону встанет, короче. Вообще набожный такой, а вот это все с ним. Этот в автобусе и еще делает вид, что меня не видит. Я потом с ним пытаюсь заговорить, он какой-то, как такой, холодный вообще. И потом исчез, раз, нету его. То он с другой улицы тоже пушок ходил. Я как раз тогда пристреливаюсь, там, оружие приобрел, там, наскреб, что есть, пошел там, короче, приобрел. Это дело пользоваться не умею, короче, так, да, видел, там, трогал, и пытаюсь там нормально там пристреляться, что-то такое. Этот заходит ко мне во двор, раз так увидел, там у меня гильзы, все, я там нормально так наверх это самое поставил мишени. Этот раз так на лице изменился, что-то не то у него. И вообще не смотрит. Ну, вот представь, мы там пацаны, сколько мне, 19. Вот ему сразу, в другой бы ситуации, ему сразу интересно было. Ох, нифига себе, покажи, что это за ствол там, раз, там, начал бы смотреть, да, я тоже стрельну туда-сюда. Вот такая вот, да, как бы обстановка. Этот вообще не видит, что у меня в руках, вообще на это ноль внимания. И пришел мне тоже без пушка, уже пушок у него, это самое, испарился. И говорит, короче, давай это самое, я с отцом поговорил, мне отец говорит, короче, давай, может, вместе откроем организацию по защите природы. Блин, я на него смотрю, это который, это что ли, который там, субханаллах, туда-сюда, вот двойные сальто, вот с таким этим разговором я, правда, если бы другой был бы на моем месте, сразу бы его там зачморил, засмеял. У меня просто чуть-чуть не такой характер. Мне за него, наоборот, стыдно стало, вот, что он мне говорит. И я так как бы ему, меня нету, я говорю, интереса сейчас. Я вот, видишь, там, у меня вообще другие цели. И раз он так испарился, и все. А потом я как-то его видел, и я там уже, когда партизанили, иногда на этом появлялся, там, на этой территории, и видел, как он, там ходил уже и с подозрением, высматривал. Мы там на машине, когда проезжали, номера пытался зафиксировать взглядом. Вот такие вот муджахиды. Потом один с погоном у нас ходил, там кепка, военная форма, короче, целый какой-то хатаб, да, эмир. Тоже раз война начинается, там сразу испарился, потом появился, и появился какого-то этого начальника целого там отдела, стал его этим, короче, водителем. Погон слетел, все слетело, там русский погон, короче, на нем уже. Его, правда, там гасанули, но это тоже нехорошо сделали, потому что он, в принципе, там и муху не обидел. Чисто там ходил сначала, под это косил, потом у этого там водителем каким-то был, у начальника какого-то. Так, не знаю, может, в принципе, я уже не знаю его подноготную, но знаю, что его там гасанули вместе с этим начальником. Ну, ясно. Это у меня прадед, короче, на войне погиб, на Великой Отечественной. И дед рассказывал мой, что у них там в поселке, где он
ну, не знаю, касается этой темы, но там тоже шланг был такой, он там инвалид, короче, он был коммунистом ярым таким, там про войну, все на войну, там агитировал всех, все ушли, ну и там не вернулись, да, кто где, потом война продолжалась, и там стал недобор в армии, короче, инвалидов, которые там определенной группы, без ноги, без руки там какой-то, или там без пальцев, их тоже стали. Так он сразу, короче, братцы меня забирают в армию, короче, не могу, не хочу, это, как же, я же больной. Просто взял это, короче, корову зарубил и отвез на телеге, и все. И потом больше не заикался про это. Такой вот коммунист, председатель колхоза был, но потом он, короче, быстро погас. Как его дело коснулось, он сразу, короче, заднюю дал. Вендетта, то, что вот медресе ты говоришь, им на самом деле их не обучают арабскому языку, их просто учат вот зубрить и повторять, больше ничего. То есть они смысла не понимают даже того, что они прочитывают. Вот, тот вот... Но арабский язык, если не учить, как они будут читать? Они вот, я сам удивляюсь, я с ними общаюсь, спрашиваю. Я тебе могу скинуть фото, видео, прям на доске арабские буквы, как нужно читать. Как буквы арабские, да, и как их читать, да, а сам смысл это они не понимают. Это не называется учением языка, да? Ну, учение языка, это же нормально понимать смысл. Они, получается, просто... Нет, смотри, читать, если учить букву, какого черта учить букву, если ты не учишь язык? Это как? Это для того, что их учат для того, чтобы они, типа, правильно читали Коран, а не для того, чтобы они понимали смысл. Я же их вижу тоже, я спрашиваю, вы понимаете, что вы читаете? Нет, не понимаю. Они могут весь Коран выучить, не понимать ничего. Медресе же созданы учить арабский язык. Ну, медресе создано, типа, знаешь, чтобы они правильно читали Коран, скорее так. Я не видел ни одного медресе. Ну, хорошо, они читают Коран, 65-ю суру, 4-й аят, где можно педофилия. Вот те, кто туда ходят учиться, они этот Коран, этот аят изучили, как Аллах объясняет, как нужно разводиться с маленькими девочками, у которых еще не начался менструальный цикл. Ну, смотри, чтобы вот эту любую строчку Корана понять, нужно же как-то ее интерпретировать. Если интерпретировать по-арабски, это один... Не по-арабски, а по-ибн-касирски. Вот, великий толкователь, великий тафсирщик, самый мощный тафсирщик за всю историю. А кто его, вот, понимаешь, просто вот... Ты уже должен будешь туда ходить и спрашивать, кто его. Я не знаю, кто его, кто кого. Но я знаю, что Абу Адель и Ибн Касир, они являются великими толкователями Корана. Если ты не согласен с их тафсирами, то, что они говорят, ты выходишь из лона ислама. Если ты не согласен даже с одним хадисом достоверным, ты уже как бы уходишь. Да. Если ты, например, читаешь историю и видишь, что там явно была борьба за власть, имеется, вот, ну, допустим, вот, любой мусульманин, который читает, изначально вот умер там, допустим, пророк Мухаммад. Нет, смотри, ты далеко уходишь. Вот Ибн Касир тафсир делает этому аяту, 65-й сура, 4-й аят. К нему предлагается еще 33-я сура, 49-й аят, чтобы ты полностью понимал картину происходящего. Аллах объясняет, это нам доводит Ибн Касир. Это уже все, ты не можешь отрицать этот тафсир, если ты не знаю, каким ученым ты должен быть, чтобы опровергнуть Ибн Касира, кто тебя должен признавать. Его признают все. Он уже вошел в историю ислама как великий толкователь Корана, тафсирщик. Он это говорит. Первой категории – это взрослые женщины, у которых прекратился менструальный цикл. Второй категории – маленькие девочки, у которых еще не начался менструальный цикл. Третья категория – беременные женщины. Для них сок айда предписан. Вендет, смотри, а как тебе такое, вот смотри, прикинь, да, если бы религия, да, вот, допустим, идеал вида, если бы под ногче Голгой, да, религию сделали бы, ее смогли бы ей следовать
другие народы, вот как ты думаешь, вот сделал Онахчел, сделал вот Эзлевди, смогли бы все, там, негры, папуасы, Ой, сейчас смогты, цадечар, и галри ночи гам атлеты, да о бог, ой, хомаца бог. Нет, я просто спрашиваю, вот как ты думаешь, они смогли бы по нашим понятиям жить? Не, как раз таки мы не суемся с нашими понятиями в чужой дом. Вы подменяете понятия. Он не об этом говорит. Он говорит, если бы, типа, гипотетически, если бы правильной религией было бы чисто вот это чеченский, ингушский самобыт, устой. Нет, я не про это. Подожди, смогли бы другие практиковать. Я могу дать вам пример, что наши предки принимали из любых народов, и они становились чеченцами. Немец есть у нас даже вот. У нас много людей, которые больше чеченцев стали чеченцами. Ну вот скажи больше, так, Мендет, смотри, больше, чем сами чеченцы стали чеченцами. У нас есть пример вообще истории. Вот, Мендет, смотри, вот что сложнее, жить по нравственности войнахов или жить по нравственности арабов? Что не нравственно, по исламу жить невозможно. Потому что вот ты выйдешь сейчас раз на улицу и скажешь, что тебе дозволено изнасиловать чужих замужних женщин, тебя сделают опущенным в любом обществе. Если ты скажешь, что педофилия нормально, тебя делают опущенным. Если ты говоришь, инцест нормально, на тебя как на больного будут смотреть. По исламу ты ходить не будешь по планете. Смотри, я тебе что говорю? Я тебе говорю так, вот смотри, что для арабов, вот арби, то есть под них, чтобы даже они, даже арабы, да, могли следовать. То есть некоторые моменты были, что даже они могли следовать. Но это не значит, что все должны так делать, понимаешь? То есть там же нет такого. А ислам как раз таки говорит, все должны так делать. А это уже... Заборден. 208 аят, Хадиалла, Аль-Бакара, 208 аят, Хадиалла, Нади Шахушо. Хубо Хазитаун, Хайн дезеш, маст хайн майстек длилурду, хайн мастёташ типа адютурду бог. Хадиалла 208 аят, Бакара сура чурдон. Надеша нахне. Аллаху хубо хажа, хон инт муат хо иштахайн цую арнаглилаш. Холиал чхобусалбу. Ну Аллаху амцабохи. Хадиалла 208 аят сура Аль-Бакара. Давай надеша надуй. Мис дуеши ажуалс. 208, дуй. Дон, Аль-Бакара, второй сурма, дуй. Бакара сура чурдук, 208 аят. Пока ищет, скажу. Да. Мне все это напоминает, как будто это адвокаты Мухаммеда, пророка, или Всевышнего. Что имеешь в виду? Ну, то есть, требует ли Бог или там Мухаммад, ему надо вообще оправдание вообще давать. Нет, смотри, вот здесь дело не в оправдании, а здесь дело в том, что мы знаем, что всегда на любой религии, да, если мы берем, всегда приходят люди, которые начинают и торговать, и использовать в своих целях, тем более арабы. И мы понимаем, что они, естественно, будут максимально толковать это для своих имперских каких-то задач там, и так далее. То есть, это 2 плюс 2 – 4, понятно. Ну и, соответственно, там давай надо думать. прочитай, что говорит арабы, меня не интересует, потому что это арабский бизнес. Арабы-то как раз по кайфу живут. У них есть свой флаг, свое государство, 54 государства арабских. У нас ни хрена нету. Наш флаг, даже те, кто приехали в Европу, выбросили, вот им втирали дичь, что это таут. Да. Из-за того, что типа Ичкери, да? Да, таут. Лаквеса не козыр муджаичи байрак. Зато палестинский флаг везде-то стоит. Да, палестинский это халял. Фалестин, free Palestine. Вообще вот арабы, саудиты, они там
на машинах ездят, здания строят, они позволяют качать у себя нефть там иностранцам. И хочу сказать, вот россияне, обычные москвички, они все знают, прославили этот Саудовскую эту Аравию, их арабский вообще полуостров, как будто там какой-то притон для заработка денег, извиняюсь. Но все знают, зачем туда едут девушки, женщины. Саудовскую, это саудовскую вряд ли. Ты имеешь в виду Абу-Даби, вот это вот Дубай, южник основной он там. Ну да. Это не Саудовская Аравия. Это аят тавсир не прочитаешь, да, Ибн Касир, Абу Даби? Ну, ты имеешь в виду то, что принимаете целиком, вот это, да, правильно? Ну, это не я говорю, это сам Аллах говорит. Тогда у меня вопрос. Какого черта вы суете под нос религию тем, кто вообще вот не хочет в эту дичь верить, вот насильно, когда вы сами ее не принимаете даже 10%? Ну, вот вы кто-то имеешь в виду? Вот смотри, если... Любой, кто приходит, оправдывает позицию ислама. Любой. Почему вы сами ее не принимаете? Смотри, знаешь, здесь как сказать, если вот брать ваххабизм, салафизм, ты должен все принимать. Не. Вот этот аят, это не ваххабизм, не салафизм. Это Аллах. Аллах ваххабист, да? Аллах ваххабист. Аллах ваххабист, да? Нет, ты можешь же интерпретировать как хочешь. Ну, 29-й, это не я интерпретировал, это интерпретировали великие ученые ислама, это Ибн Касир, это толкователи, тавсирщики. Ты мне сейчас хочешь сказать, что я должен на Коран смотреть под твоим видением? Это уже все. Не под моим, ни в коем случае. Нет. Ну тогда куда ты деваешь это? Ты хочешь 5 тавсирщиков выбросить из Корана? Вот смотри, любого тавсирщика, смотри, если увидишь, что тупит, ну, подумай сам. Каждый головой думает, то есть не надо... Ибн Касир тупой теперь, оказывается. Я понимаю, что Россия слила вот этого своего агента ФСБшника, как его звали, татара. Эльмир Кулиев, унитаз спустили уже, да. Но вы не сможете спустить унитаз Ибн Касира. Понимаете, в чем проблема? Зачем его спускать? Просто это ну, сейчас ты его спускаешь в унитаз. Я его не спускаю, понимаешь? Я имею в виду, смотри, они все люди великие, это все, понимаешь, как сказать, это уже потом великие начались там и так далее. Они люди, просто люди. Они могут ошибаться. Эй, смотрите, давайте я вот поговорю со стороны политики и ислам. Рассмотрим с этой стороны. Ну, со стороны политики, если брать суннитский ислам, это просто арабская империя. Ну, в любом случае, смотрите, вот сейчас вот есть ученые признанные, которые на YouTube выпускают ролики, там они являются как бы инструментом пропаганды ислама. Правильно я понимаю? Вот. Они признаны, их признают халифы там и все прочее. Никто против них халифов сейчас нет, да, то есть сейчас просто правители. Вот. Да, вот. Они могут сейчас, вот если видят такая ситуация, мир морально мир продвинулся вперед. Да. У них есть все инструменты сказать: слушайте, мы ошибались, вот этот тафсир, вот такого. Так они так и говорят, так они так и говорят. Вы меня до конца выслушайте. Они могут сказать: вот эти тафсиры, мы их не признаем, это все неправда. Они могут так сказать, они этого не делают. Это во-первых. Второе, вот Бен Ладен, он что-то там натворил дел. Вот эти люди, они по телевидению могут выпустить и сказать: ребята, мы там, это не наш человек, мы ошибались, мы его как бы предаем вот этой, как сказать, анафеме, так скажем, да, понимаете? Анафеме его предаем, он не наш. Они так могут поступать с каждым, ваххабитом там. Они такого не делают. Почему вы думаете, что они делают? Но где они такое делали? Где они сказали? Есть ролики. Про Бен Ладена они давно от него отреклись и сами его порицают. Где? Это народ. Везде. Там все его порицают. Ты видишь, это не значит, что это не так. Да, конечно. Бен Ладена они его никогда не признавали, они его считали террористом и так далее. То есть в унисон с Америкой
они вместе его считают там хариджитом, террористом и так далее. Хариджитом, да. О, хариджитом, да. Да, так и есть. Что вы здесь рассказываете? Майник, любой, кто начинает радикальничать, его сразу хариджитом называют. Смотрите, там существует два движения, да? Одно это... Мы про официальное движение говорим, мы же не говорим про там... Я тоже про официальное. Одно это Там 10 как бы движений можно. ихванское, одно это ихванское, другое это именно вот такое, да, там боевое. Вот. Они, в принципе, оба, скажем так, из одного вот этого, из одной Лубянки исходят, но оба вот эти движения, они, с одной стороны, они как бы противоречат друг другу, потому что эти мирным образом пытаются даватом, короче, распространить вот это дело, а те, короче, именно мечом. Но хозяева у них одни. Там Лубянка и вот саудовская, аравийская вот эта вот среда. Не, мы же говорим про саудитов. Саудиты официально Бен Ладена, они его там порицают, Конечно, говорят, да, что да. они мусульмане там, и так далее. Да и они всех саудиты, всех порицают. Всех, кто Если дал оружие, сразу порицают. Джамадаем, их там комитет ученых. Да, как раз таки они тоже сейчас порицали, например, нашему президенту, вот, Саудовская Аравия предлагала сдаться Русне. Но в то же самое время там они через вот этих своих агентов, короче, пытались какое-то финансирование помочь, да, там якобы нам, неофициально. На что Дудаев их послал. Сборы. Да, Дудаев их послал. А вот Яндарбиев, уже его вот этот его заместитель, после смерти Дудаева, он сразу на эти бабки клюнул, и поэтому его развели там конкретно. Не только его развели, а вообще в целом наше государство, народ пострадал. Ибраим, я как бы тебе сейчас не противоречил, я это тому другому, который надо мной, ему ответил, да? Он же говорит, почему Бен Ладена не порицают там, допустим, саудиты, да? Я говорю, официальное саудовское правительство и комитет ученых, они давным-давно его еще со времен там, Афганистана его порицали. Конечно. Не, комитет ученых, я не знаю такого я не слышал. Да, как посмотри. Это легко. Абу Умар, цитирую слова Абу Умара на мой личный вопрос. Его ответ. Абу Умар, это, если кто не знает, короче, он тоже этим аль-Каидовским оказывается, да, потому что вот один гость из Америки объяснил, что он был аль-Каид. Когда он там начал топить, что у нас тоже была аль-Каида, и я, когда начал сопротивляться, то есть не было вообще ничего подобного. И потом я там рассказал историю про вот этого Абу Умара, и вот он как раз-таки подчеркнул, что именно Абу Умар это и был представителем вот этим аль-Каидовским у нас. Ну да, конечно. И вот этот представитель аль-Каидовский Абу Умар, он звонил всегда по спутниковому телефону в Саудовскую Аравию, после чего там мочили нас, да, там самолеты прилетали. Вот этот саудовский аравийский чувак звонил своим саудовско-аравийским братьям. И я у него спросил как-то, сколько мне лет, 21, 22 тогда. Просто вот эта вот тема меня начала поражать. Как вот этот чувак, вот он здесь, в нашей среде, потом какие-то там религиозные вопросы, фетвы, когда начинают появляться, он вдруг берет и звонит к вот этим вот своим братьям туда. Но он как шейх был, да, там уже. Да, и у меня начинает в голове вот это создаваться, как бы противоречие, когнитивный диссонанс. Ученик Усаймина говорили, что он. Да, я у него начинаю спрашивать, алло, у вас там в Саудовской Аравии полностью шариат, вы уже установили слово Аллаха-то? Он мне говорит, нет, там раис мунафик, а вот эти вот алимы, короче, вокруг него, они очень хорошие, туда-сюда, там вот эта исламская тема, они вот так, ну то есть... Двоевластие, да? Двоевластие-то. Не то, что двоевластие, а типа вот этот вот мунафик, а они вот под этим мунафиком там, скажем так, вокруг него там лазят где-то, но они зато тем самым там
помогают религии там. Ну да, открыто против правителя не могут выйти, потому что их посадят и так далее, да? Не знаю, посадят, не посадят. Такого он там не говорил, но он объяснял, что вот эти вот мусульмане там туда-сюда. И я тогда вообще офигел. И я начинаю у него спрашивать: алло, а что вы там тогда делаете? Если у вас правитель мунафик, если у вас слово Аллаха там не установлено, а ты сюда пришел и здесь, у нас здесь говоришь, какое-то слово Аллаха надо установить. Так они же пришли с другой концепцией. И говоришь, да, и говоришь еще, что наши, короче, вот эти, что я тоже осуждаю, да, наши граждане, наши соотечественники идут, когда в ряды вот этой оккупационной милиции, этот говорит, что они муртады, вот эти вот говорят, что они мунафики, муртады, и чеченцы, мои соотечественники, это повторяют. У меня сразу в голове возникает вопрос: а ваши менты там в Саудовской Аравии, вы же как бы мунафиков обслуживаете, ваши эти же алимы мунафика обслуживают. Вы как вам удается там не муртадами быть? То есть вам там удается каким-то образом не муртадами быть, еще нам здесь присылать какие-то фетвы. Это что за хрень? Понимаешь, что у меня в голове начало происходить? Да, там же положения разные. В целом там какое разное положение? Ты просто сам подумай, вот какой-то мунт, блин. Я, короче, извиняюсь, на эмоции вышел, как мобилыш. Какой-то хрень приезжает сюда и здесь, короче, начинает говорить, здесь это мунафик. Харам, вот так не харам. А ты что там делаешь? Там ты сидишь под вот этим режимом, улыбаешься ему, задницей вертишь. И здесь на мне опыты делать приехал. Что? То есть вот такое у меня как бы. Нет, там у него понимание, то, что там как бы шариат, да, в целом шариат, а какой-то там правитель, там мунафик, да, там выпивает и так далее. А здесь в целом там русский закон, да, понимаешь? Смотри, у нас наше независимое государство, да? У нас наш президент никакой, не мунафик, ни хренафик никакой. Тут какая-то толпа людей вылезает и говорит: или мы будем строить тут нам, как нам наши некоторые начальники говорят, комбайн построим, заводы, фабрики, будем жить хорошо, или же мы впервые в 20 веке первыми нападем на кефиров. Аллах Акбар. То есть мы в своем государстве независимом вот здесь живем, нам вот такую вот хренотень предлагают. А эти петушня вон там, которая сидит и все знает прекрасно, да, там даже у них эти самые над головой. Нет, это понятно, ты не согласен? Свет светится, в халатах они там. У них, видите ли, не мунафики там, им можно, короче, вот это все. А нам тут какие-то хренотень рассказывают, чтобы мы собственное государство в пользу русни, короче, вот этой дискредитации создавали прецеденты, чтобы на нас напасть. Какие-то Дагестаны, Хрингистаны, исламские государства. Понимаешь, что вот там происходило? И вот это все, когда в голове, я же помню вот свое состояние, ощущение, это что такое? Вот этот хрен какой-то здесь с телефоном спутниковым куда-то звонит, спрашивает, что можно, не можно. Вы вообще кто такие? Кто ты такой, чтобы куда-то звонить мне здесь и говорить, что мне можно, не можно, который вообще сам, у тебя собственная задница, посмотри, где находится. Так запрос у общества был, да, ну что, все же тянулись к этому. Ты же сам говоришь. Запрос общества, кто куда тянулся? Ну откуда они образовались? Вот сами вот чеченцы, да, вот эти ребята, там, как они образовались? Их что, пришел вот этот Абу-Умар, что там? Пришли и образовали вот эту вот хрень лубянская. Он их саблей, что ли? Когда Удугов вот это высказывает, можешь видеоролик посмотреть, где Удугов высказывает, или же мы будем сидеть и строить фабрики, заводы, как тут нам некоторые наши начальники говорят. Или же мы впервые в 20 веке первыми нападем на кефиров, он говорит. И когда он это говорит, вот эта толпа, которая сидит там, посмотри на видео, это 90% дагестанцы. Аллаху Акбар стоят, кричат. Нет, я, знаешь, о чем говорю? То есть общество как бы поддерживало вот эти настроения, понимаешь?
Если общество Да, полностью не поддерживает... поддерживало дагестанское общество, вот это, которое там лоб. Ну как же? Причем здесь чеченский народ? А чеченцы не Вообще, поддерживают? Смотри, я в 99-м году, 98-й, по-моему, в 98-м я был вот на этом, вот это святой, где у нас Хаджи, короче, его мать, где захоронена, вот это Эл-Санюр, там туда-сюда. Я туда ходил пешком. Ну, мы там по дороге... Мы там с пацанами по дороге ночевали в мечети Сиринюрта. И там постоянно долбят, как будто война идет, короче. Все окна, короче, мечеть вот это, ходуном ходит. Мы в этой мечети там ночевали. И потом люди, которые на молитву туда заходили, местные жители, они жаловались, типа, нам вот здесь вот это вот хренотень, учебка вот это вот. Ну, институт Кавказ, да? Да, хатабы, матабы уже задолбали нам вот это вот постоянно обстрел, вот это там, типа учения проводят, там вот такая тема. Вот это вот дерьмо нам уже надоело, короче. И тоже они как бы недовольны правительством, там, Масхадовым, что вот это допускается все. И нам тоже как бы свою вот эту горе, скажем так, пытаются там рассказать, да, что вот это вот там... То есть наши жители, наших вот этих Сиржинюрта, где эта учебка была, им это не нужно там вообще. Ты вот сейчас говоришь, были какие-то запросы, нам это не нужно, нашему гражданскому населению это не нужно, вот это вот хренотень, которые там собирались, Кабардино-Балкарии, Черкесии, Ингушетии. Я не знаю, с Осетии, с Ингушетии, больше всего дагестанцев там. Но это же Которых якобы там тренировали, которые там исламское государство вроде хотели установить, и вообще потом взяли наоборот оружие против чеченцев. Нам это вообще не нужно было, нашему народу, нашему государству. Абсолютно, это не наша тема. И это полная ложь, когда говорится, что там какие-то запросы в обществе были. Вон шпана какая-то была, которых через бабки, через всякие оружия, через военные формы там затащили туда. Они на этой теме, да. Нет, смотри, Брам, если это какая-то шпана, то есть ничего не решавшая, да, то они бы ничего не решили бы. А получилось, там у них серьезная сила была, да, ну, относительно, сравнительно, я имею в виду. И как бы многие там их поддержали, да? Согласен, там огромные бабки гуляли. Там вливались вот эти финансы. Все финансы, которые должны были поступать Масхадову из России после вот этой вот договоренности, да, межгосударственных, вот это когда завязали межгосударственные отношения, 12 мая сейчас будет как раз через несколько дней дата вот этих подписания межгосударственного договора. Вот эти процессы, которые там протекали, они должны были выплачивать деньги, чтобы Масхадов не обращался к Западу, чтобы мы не требовали от России контрибуции, чтобы нормальные отношения. Не позорили, их перед всем миром. Они Масхадову по ушам там проехали, что давайте жить дружно, вы ничего не будете говорить, мы будем вам выплачивать. Но вот эти все бабки, вот это все финансирование, они начали пускать через Ближний Восток вот так вот на эти джамааты, как раз-таки против нашего государства. И у них начинало появляться огромное количество оружия, вот этих всяких там, Даже ряд лидеров как бы поддержали, да, ихнюю позицию, ну сам знаешь, да? Там лидеров, кто поддержал, это был Шамиль Басаев. Шамиль там, да, и другие тоже, да, ветераны, я имею в виду. Яндербиев, Яндербиев и Басаев это поддержали. Кто еще? Кто? И Гилаева, и все. Все же в конце все... Нет, Гилаев не поддержал это. Гилаев... Нет, почему? Потом же они все образовались в один джамат. У Гилаева была вообще другая тема. Ты на его интервью, его высказывания посмотри. Он вообще там придерживался вот этих там традиционных, там вот такой вот темы. А вот поддержал кто был? Это Шамиль Басаев
и Яндарбиев. Смотри, Ибраим, после комсомольского... И то Шамиль Басаев, да, вот мне пацан этот рассказывал, как, ну, он погиб, там, мой это, там, тоже однотейповец. Ага. Он когда к этому, там, к Шамилю они туда попали, да, там, на их базу куда-то. И он рассказывал, прикалывался, что типа Шамиль джагиль. Почему? Потому что Шамиль в обычных этих, ну, я, конечно, не хочу это говорить, но в семейных вот этих шортах там стоял, купался в душе. И какой-то там брат вот этот с пушком, он там руку перед глазами поставил, субханаллах, Шамиль, аурат, мадуха, гуш, короче, туда и сюда. Тот Шамиль ему говорит, какой аурат, на мне же, короче, нижнее белье туда-сюда. Этот ему говорит, субханаллах, аурат же до колен, короче. А Шамиль говорит, гулял, типа, тот говорит, гулял, смотри, аурат. Шамиль говорит, гулял, да ларисо, шуксиет слуруэцер. То есть он с него прикололся. Если бы у меня до колен был, то вы бы меня даже остановить не смогли бы. То есть он это как бы прикололся с этого. То есть вот такой вот был Шамиль. Нет, то, что он джагель, это понятно, да, там большинство джагель, когда ты же знаешь, новообращенные вновь, когда приходят, ты еще не можешь охватить. Тем более они сразу как бы другим делом занимались, да, не знания получали как бы, а у них направление другое было. Ну, ты сам понял, да, какое направление? Там они воины были, да? Я тебе просто хочу объяснить, что поддержавший Шамиль вот это дерьмо ваххабитское, он сам вообще, даже это еще после этого, вот то, что я тебе рассказал, это 2002 год где-то, вот это вот время. То есть он даже среди ваххабитов... Это до конца было или я как? понял. Такое отношение до конца у него было или в начале, в середине? То есть это 2002, каком, в 4-м Винеис, по-моему, в 4-м же он погиб. В 2002 году он вот это... В шестом погиб. Ну, или в 6-м, окей. Или Санджи там решит. Да, во 2-м году, кстати, во 2-м году Докка тоже. Я вот уши, которые на мне, вот этими ушами видел, как мы вот там где-то чай пили, общались. Рядом у нас это, мы находились там. И Докка вообще в этой теме не был. То есть он вообще это осуждал, там, критиковал. Арбо нахьяц, короче, это его слова, да? Арбо вообще нахьяц. وين يقعد ويغلق ولق إشت لدر خلدات شا إشت شي حوشل شي ناقص وول شو وقت شي ناقص شي حوشل وول شا ويتش شا هسم نا نوش تان هو نا ديك نا توينا يتش ديستخل يجري وجه ديستخل يجري وجه إشتخل دوتخو آخر هدو دات عزودريد عليه شوشي хрень, да, там, когда баб куда-то это прячут друг от друга. Он там рассказывал, как, что у нас и женщины, и мужчины, мы как друзья, у нас вообще даже в голове, друзья, у нас вообще даже в голове. Но это они вначале говорили, да, в советские времена еще хуже. Я понимаю, в начале, да, я согласен, что... Мы же людей что не советские времена, это 2002 год. 2002 год. Я понял, я имею в виду, мы же людей судим по окончанию их, на чем они умерли, да? Ну, как бы мы... Нет, как раз таки я не согласен. Я как раз таки сторонник. Почему? Объясняю. Товарищу Калашникову предлагали принять ислам там, в конце его жизни. Он сам это рассказывал. Я не знаю, в Ютубе есть это, можете посмотреть. Я это в передаче смотрел по телевизору. Калашникову вот этому предлагали принять ислам. Он отказался. Ему очень хорошие ништяки предлагали арабы, Саудовской Аравии. Он отказался. Теперь, если бы Калашников принял бы ислам, то через пару-тройку поколений Калашников изобрел бы мусульманин. Понимаешь, как это работает?
То же самое, когда Шамиль стал ваххабитом там под свой конец своего вот этого жизненного пути, или докка какой-то, Да. то их личность Шамиля сделал не ваххабит, не вот этот ваххабит сделал его личность. Его личность сделала чеченская культура, в которой он жил. А то, что он принял ваххабит вот этот в конце, это там последние какие-то моменты там его жизни. То есть это вообще я полностью противник того, чтобы вот так... Не, что сформировало его личность, мы же про это не говорим. Понятно, что это чеченская культура. Да, в том-то и дело, что вот этот ваххабит, когда ты его накинул на кого-то и говорить, что этот человек, все его заслуги какие-то, его вот это военное дело, его мужество, что это ваххабит. Никакой это не ваххабит. Да не, он же еще и в Абхазии был еще до этого всего, да, как бы, ну, военное дело он мог бы и в другом месте, и вообще советская армия мог бы получить, да. Дело не в этом, я имею в виду, кем он себя в конце жизни, кем он себя позиционировал. Он был в Абхазии, лично я осуждаю, потому что и его, и Ханкаров вообще красавчик был, да, который тоже погиб от вот этого петуха Лобазанова, от ФСБшника. Ханкаров тоже его туда затащили, в это дерьмо вот это, да, туда, в Абхазию, не Абхазию. То есть понятно, что там парад суверенитет, когда начался, они топили за тему, что каждый народ имеет право за самоопределение. Ну, за независимость, дело в том, что за Абхазией стояли русские. Они хотели раздробить потихоньку Грузию и вернуть под русский сапог. И вот там вот деятельность Шамиля. Сейчас, если говорить, что он с русскими был, Шамиль, это полная ложь. Шамиль ни с какими русскими не был. Там просто именно на вот этой теме развелись, что какой-то там суверенным, свободным. Да, Абхазы хотят стать свободными, и на этой теме взяли туда, затащили Шамиля, там, Ханкара, вот этих ребят. Ну, после этого еще в Карабахе тоже был, как бы, да, но ничего такого нет. Там можно вопрос? Ибрагим, я просто имел в виду, что в конце жизни кем он себя позиционировал, то есть на чем он умер. В конце жизни он позиционировал себя с чеченцем, который отстаивал. Но вот эти грабли религиозные на весь мир показали его как террориста. Как говорила вот эта женщина, у которой мужество больше, чем у всех русских вместе взятых, Новодворская. Мы сделали из Басаева террористом. Он был демократом. Он был защитником даже русской демократии. Когда вы Белый дом с танками обстреливали, он туда даже пришел защищать даже русскую демократию. Вот у этой женщины больше мужества, чем у всех русских вместе взятых. Да. С этим никто же не спорит, это понятно. Ну, человек, да, он разные этапы жизни может быть коммунистом, потом демократом, потом националистом, потом еще кем-то, потом мусульманином может стать. Потом Лубянка делает из него террористом. Да, Лубянка делает из него террористом. Убивает всю его семью, сбросив на них бомбы под утро. Как Мухаммад, вот этот черт, который нападал на спящих ночью. Тем же самым и занимались русские. И занимаются на протяжении уже 4-50 лет на нашей земле. Да. Вот я и говорю, да, в конце, кем он умер, тем он и является, да. Наоборот, вам пытались сказать наоборот. Я понял, что пытались сказать. Но смотри, человек сам говорит, я такой-то, такой-то, да? А какая разница? Вот он мог бы еще 5 лет прожить, потом, я не знаю, стать опять демократом. То есть, мог бы стать, да, мог бы вообще иудеем стать, мог бы вообще атеистом стать, конечно. А разница какая? Пауза произошла, все в жизни. Ну да, я говорю, вот умер на чем, да, человек? Я же про это говорю. Не. На чем он начинал? На чем он начинал и к чему его подтолкнули? К чему его? И он же не сам начал вот это все дело. Он пошел во все тяжкие, когда убили всех его детей, жену, родственников. Да. Вы сделали из него террористом. Вы, именно вы.
И вы сейчас приходите защищать тех, кто делает из людей террористов, притащили эту пидорастическую идеологию на Кавказ. У себя там в России строите 1500 мечетей в каждом городке, селе. Все раком стойте перед арабами. Нам на какого нахрен нам вы строите? На российские деньги, на бюджет российского налогоплательщика, базы Аллаха. Нам это нахрен не нужно. Чеченцы не строят никаких нахрен мечетей. У себя дома стройте. Заколебали уже, бля, со всех щелей, бля. Ты в Европе живешь, тебе же никто не... Так. Как не строить, бля? Сюда приехали эти подрусские пидоры, тут ходят, бля, ислам, тот, кто не мусульманин, тот не чеченец, бля, тут ходят. Кто их прислал сюда? Кто им готовил бумаги, липовые? Да, они приходят туда, бля, за месяц-два им бумаги дают. Полностью у них на руках. Представляешь, свидетельство о пытках им выдают. Представляешь, в больницах. Ты позвони из больницы, просто побои снимать, пойди в больницу, ты там сразу участковый появится. А вы что думаете, что мы больные, что нахрен? Мы все прекрасно, все знаем. Слушай, и все выложим на свет Божий. Правозащитные и так далее организации есть, да? Правозащитные, вот эти Малышеву вашу, проститутку. А? Какие у вас правозащитники? Вот мемориал был за недавних. Как мемориал, это в Лубянский отдел, бля, полностью сливает информацию про которую политическое убежище попросили в других странах, полностью сливают их. Мемориал. Ну вот через них тоже уезжали, да, туда многие? Через них Тумсо Лубянский приехал, да, через них Ломаев приехал, да, через них приезжает вот эта вся мулловская пидоросня. Как я понимаю, вот, послушав вот Ибрагима, то Шамиль был поставлен в такие условия, что он был вынужден потом как бы ходить по горам и получать финансирование от арабов, так скажем. Чисто из-за финансирования. Так получается, что? А иначе от кого он получал бы финансирование? Как от кого получал бы? Как Удугов получал бы от секретаря Совета Безопасности России, от Березовского получал бы, который за одну кассету, на которых этот пидор говорит на весь мир, что мы будем впервые нападать на кафиру, получил от Березовского миллионы долларов. Да, вот так бы получал бы. А что, ФСБ не платила? Не, ну Шамиль уже другая фигура была, да? Шамиль, но смотри, секретарь Совета Безопасности, ему звонит террорист, Удугов, который, кстати, нету ни в международном розыске, ни в Интерполе. Ему сделали левые документы, он уехал, нормально свои миллионы потратит. А чеченский народ обвинил в терроризме. Главный террорист уехал, звонит Березовскому, террорист. И говорит, ну, Борис, бля, Казбек без настроения приехал, бля, почему не 2,5 полностью отдал? Че, говорит тот. Извини, короче, как его он там называет? Мауладдили. Хуюцин цей, бля. Я слышал эти записи. Ну, тогда в чем, почему тогда только арабы, думаешь, платили? За вот эти секир-головки, которые вот эти пидоры, террористы делали, за них тоже деньги давали. Да. За эти кассеты, чтобы весь народ, вот смотрите, они дикари, чтобы цивилизованному миру показать, они давали деньги вот этим террористам, сами российские спецслужбы. Да, ничего, подождите, как архивы скроются, мы это выложим на весь мир. Эти архивы вы или сожжете нахрен чертям собачьим,
Понимаете, в Лубянке, в подвале, который все у вас, если успеете, конечно, среагировать. Ты все время обращаешься, я не пойму. Но ты же пришел защищать русский и арабский мир. А я что, русский мир защищаю, что ли? Причем здесь я и русский мир? У тебя паспорт двухглавой курицы. Ну, допустим, да, а что? Ну все тогда, ты... Я что, русский мир защищаю, что ли? Причем здесь я... Ну все тогда, я же по-твоему, тут же не дураки сидят. Ты сейчас хочешь сказать, что видите ли, это вы сами захотели, это никто над вами не творил, никто вам туда не тащил это дерьмо. Вы тащил это дерьмо, вы... Ну, Лубянским курсантам объясняет, как нужно пользоваться идеологией ислам. Сучи. Насчет вот этого, там, что Шамиль, не Шамиль, понятно, что Шамиль много там дров наломал, но когда он вот придерживался именно национально-освободительного, национального там вот такого дела, он нормально двигался. Да, опять-таки, абхазское вот это дело, его нельзя тоже оправдать. Но говорить, что Шамиль в Абхазии был с русскими, это уже там тоже грузины перегибают вот эту палку. Я абсолютно уважаю грузинский народ и не могу оправдывать Шамиля за то, что он пошел и вот так с этими, с абхазами там вместе был. Опять-таки, я не против абхазов, да, я не против абхазов как народа тоже, но если они придерживаются вот этой подрусскости, да, если они хотят быть подрусскими, то тут уж извините, я, короче, вообще не поддерживаю, ничего общего не хочу иметь. Короче, вот такая вот тема. А так как народ лично к абхазам, ничего такого враждебного. Просто вот то, что туда затащили Шамиля, это там, кстати, вот это Темишев тоже об этом рассказывал, что он тоже участвовал в этой абхазской вот этой движухе. Тоже и очень мэттик тоже массу мэтта именно и провокационный мэттик шөлдолча. Вот эту всю информацию, вот эту всю тему, ее было бы неплохо расковыривать, да, и смотреть, как это все там на самом деле происходило, кто их спровоцировал эту, зачем вообще там чеченским каким-то ребятам нужно было в Абхазию куда-то там лезть. Не, Ибрагим, я как раз таки не говорю, что Шамиль там был под русскими и так далее. Да. Но так получилось, да, что вот на волне там независимости, суверенитета, там отделения, там как бы он пошел типа братскому народу помочь, да. Вот такая тема была у него. Просто то, что он взял на себя вот этот Беслан, хуже дискредитации там не будет. Тут как раз писали в этих постах, да, что Шамиль, имеется в виду вот это то, что в Беслане происходило, за этим Гуцуриев стоял. Михаил, это я тоже согласен, что изначально вообще те, кто пошли в эту бесланскую школу, это ингуши в основном, да? Там, ну и ингушский джама. Да, насколько там с ними чеченцы вообще есть или нету, я даже не в курсе. Но проблема в том, что Шамиль, вот представь, Гуцуриев там или кто, какой-то Гебнюк, провокатор, это за этим стоит, а Шамиль берет на себя ответственность, тем самым перетаскивая вот это дерьмо на весь чеченский народ. Понимаешь, как это происходит?
То есть чеченский народ вообще в этому не причастен никаким образом. А через Шамиля, который берет как вешалка на себя эту ответственность, да, чтобы на него повесили, когда на него это вешают и на всех чеченцев. То есть на нашу национально-освободительную борьбу пытаются повесить, короче, что Шамиль взял на себя там ответственность. Если бы он даже это на себя не взял, все равно же... Кстати, полностью соболезную, да, вот этим осетинским семьям, дети которых там пострадали. И никогда я вообще не сторонник, чтобы противовес приводили, а 42 тысячи чеченских детей. Нет, 42 тысячи чеченских детей, и вот эти десятки осетинских детей, они одинаковые. То есть и эти дети, они страдали вообще не... И причем тут осетинские дети вообще противовес их ставить? У нас что, с осетинами какая-то проблема там у чеченцев? У нас, тем более, с детьми там осетинскими. Нет, это вообще полная, как бы, провокационная вот такая вот, нарратив, скажем так, да? Постоянно пытаться противопоставить. Тут 42 тысячи. А причем, окей, 42 тысячи чеченских детей. И что? Бесланские десятки детей виновны, что ли, в чем-то? Или что, чеченцы это их пошли там, убили? Нет, это нельзя никогда вот этим нарративом следовать. Огромное соболезнование, потому что чеченцы прекрасно знают, как это терять детей, близких. Вот это все прекрасно понимают. И то, что там Шамиль, не Шамиль, это все на себя. Абсолютно там оправдывать кого-то никогда не получится. Это уже с этим нужно там смириться. Просто это нужно правильно расследовать, да? Кто стоял за этими терактами? Почему Путин отдал приказ по школе вести обстрел? Почему могли же освободить этих детей? Там же была возможность. Эти, которые там находились даже, террористы, ингуши, они бы все равно, мы же как бы тоже понимаем, что они бы по детям бы там не стреляли. То есть это снаружи был огонь произведен. То, что они туда пошли, что они террористы, что они детей захватили, там их оправдать никаким образом никому и не надо оправдывать, и не получится. Но то, что вот это вот ублюдки вот эти снаружи, да, там начали обстреливать эту школу и убивать их. Вот это вот они сделали уже умышленно. То есть они умышленно, специально, как бы, чтобы создать вот такую ненавистную ситуацию. Тем более, причем тут вообще осетинские дети, причем тут и вообще дети, причем тут, да? Один, причем тут дети? Два, причем тут осетинские дети? У нас что, с Осетией какая-то война? Понятно, ингушско-осетинский конфликт. Ингушо-осетинский конфликт, он еще как бы не забыт. Но дети там ни при чем. Не, ну никто же это не поддерживает, Ибраим. Это понятно, что кто бы это ни сделал, это ошибка, да. Вообще детей как бы, затрагивать там. Это не ошибка, это огромное преступление. Это я говорю, понятно, да. Там, для этих детей, этому никто не радуется. Даже которые выжили там, это вот чеченцы это лучше других поймут, потому что у нас тоже в этой войне там выросли, видели вот эти вот все жестокости. И понятно, что они тоже будут, там не будут, они уже пострадали, да, от этого. И там никаких этих спекуляций вообще не должно быть там. А это здесь. Нет, это огромное преступление. И эти люди, им кроме как соболезнования и вот этого там вообще говорить. Я тоже никогда не понимал, когда вот противовес ставят, наши дети, а те дети, да. Если кто-то преступник, ты же не должен ему уподобляться. Рад, ты из Дагестана? Да. Корнями из Дагестана, да. А можешь подсказать, вот, интересно, к салафизму как ты относишься? Так, нейтрально, да. Он сам салафит.
Как к мусульманам отношусь нормально, да. А так. Ну вот смотри, ты сейчас про салафизм спросил, да? Он же тоже многогранный же. Ну, если ты понимаешь, А да, к о чем я. суфизму как относишься? Вот в Дагестане суфизм есть как? Ну, смотри, суфизм тоже многогранный. Есть умеренные, есть, которые перебарщивают, да, и так далее там. Если он Вот нормальный, как которые бы, перебарщивают, как относишься? ну, так, да, никак, не нейтральный. То есть не имею с ним дела, да, так сказать, с этим течением. Но если ты меня как бы спрашиваешь, я больше, наверное, склоняюсь, я не знаю, если терминология это уместна, но там к так называемым салафитам, да. Хотя я на термины не разделяю, там, для меня есть мусульмане и не мусульмане, да. Если кто не в курсе, Масхадов, вот когда пытался полностью дать ему зайти в этот Беслан, даже пойти в плен, короче, да, чтобы спасти вот этих детей. Аслан хотел зайти в Беслан? Да, Масхадов хотел туда пойти, и когда ему отказали, да, он тоже участвовал в переговорах, и он где-то на границе с Ингушетией где-то находился, и хотел тоже туда пойти в качестве, короче, ну, себя это дело отдать, чтобы вот этих вот детей там вызволить. И когда ему отказали, короче. Мне кажется, это нехорошая идея была бы с его стороны. Да, ему не дали туда пойти, и он, когда ему не дали, сказал, что он все равно туда идет. И когда он туда уже начал идти, направился туда, вот тогда как раз этот штурм там произошел. Если кто не в курсе, вот эти, как она называется, цепочка вот этих вот событий, которые происходила, она вот так вот разворачивалась там. Да, благодарю всех за внимание, мне пора. Маша. Давай. Маша, счастливо всего. Не болей. Что-то ряды редеют. Ну а что бы хорошего было бы, Ибрагим, если бы Аслан зашел бы туда? Они бы просто всех прихлопнули бы там и все. Ну, он просто уже отчаялся, видишь, вот это вот, то, что там происходило, он как бы противник этого. Вот то, что Шамиль Басаев взял на себя эту ответственность, то, что там происходило, они постоянно конфликтовали, Масхадов и он. А ты не мог, тебе в голову не приходило, что в начале операции должна была, может, другой, ну, то есть объект захвата был, может, другой, а потом как-то не получилось и зашли в школу? Не знаю, я думаю, что это изначально именно вот так было. Просто помнишь, когда Буденов, ну, помнишь, да? Это полностью, чтобы добить, да, там, вопрос с чеченцами. Кстати, после того, как это в Беслане произошло, наш вопрос полностью с повестки дня сняли. Вот здесь, в европейских странах. Ну, короче, чтобы общественное мнение развернуть, да, полностью. Короче, мир ждут еще потрясения, к сожалению, потому что вот эта вот мразь, которая за вот этим всем стоит, она сегодня восседает на троне в Русне. И
размахивает волыной ядерной. Вот, поэтому, да, там будем надеяться, что его кто-то там табакеркой по башке на месте там. Ибраим, эту мразь приветствую всех. Эту мразь там держат и приветствуют и поддерживает русский народ. Как сейчас хорошие русские в кавычках везде стараются перевести стрелки на него, мол, путинская война, путинская агрессия, путинский терроризм. Нет, русский терроризм, русская агрессия, русская оккупация и русский след. Как говорили советские прокуроры в Нюрнбергском процессе, когда судили гитлеровских этих чиновников, его ближайших окружения, когда их судили, советские эти прокуроры там сказали, за это виноват немецкий народ, весь немецкий народ виноват в том, что сотворил Гитлер, потому что они выбирали эту власть, они не остановили ее, когда она совершала эти военные преступления. Поэтому весь народ отвечает за его преступления. Лично советские прокуроры, как они там говорили в Нюрнбергском процессе, это. Вот то же самое сегодня русский народ виноват. Русский народ отвечает за свою власть. Полностью согласен. Мурат, просто, я не знаю, ты в России живешь или нет, в России понятно, что большинство как бы поддерживает, да, фюрера там и так далее. Но в России немножко положение другое, да, не как в Европе там или где народ может свободно выступить, там, протестовать, что-то, там, митинги и так далее, да. Если ты знаешь, положение России здесь чуть по-другому. Ты здесь выйдешь, что-то против... Это ихняя проблема. Это не моя проблема и ни у кого. Это проблема русских. Сегодня русские лицемерят. Мол, мы не поддерживаем эту власть, мы не поддерживаем войну Украины. Это лицемерие. Знаешь почему? Потому что в Украине не так у них получилось, как в Чечне, как в Грузии, как в Сирии и так далее. Весь мир поддержал Украину, поэтому им приходится сегодня лицемерить. А то, что они, Ельцин, когда распался Советский Союз, пошел на Запад и там лапшу на уши повесил мировому сообществу, мол, империя зла все разрушилась, мы ее больше не допустим, мы демократы. И вот потом напал на... Это им больше не позволит, я надеюсь. Больше им это не... Хорошим русским, в кавычках, которые здесь ходят везде, второй раз им этого не позволят. Как говорил наш Джагар Дудаев, Россию в любом случае поставят в строй. В любом случае. Когда в Чечне убивали чеченцев, вот тогда было более свободные русские.
Сколько тысяч русских вышло и не поддержало эту войну? Сколько тысяч русских были против этой войны в Чечне? Не, смотри, Мурат, я не являюсь адвокатом. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Но то, что там положение чуть другое, да? Там это их не... Что они хотели, то и они нашли. Да, даже те, которые против, они не могут это открыто сказать. Да, как дай Бог, чтобы они, весь русский народ, дай Бог, чтобы они почувствовали то, что они заставили почувствовать чеченскому народу, Грузии, сирийцам и сегодня Украине. Дай Бог, чтобы они почувствовали все это вместе взятых. Вот тогда они будут нормальными людьми после этого. А до этого они не будут. Они будут лицемерить, будут стараться опять лапшу на уши повесить миру. Поэтому дай Бог, чтобы они почувствовали это. Сказал Джавар Дудаев, будут гореть русские города. Будут и горят. Это еще начало. Нет, не получится сегодня. Один Путин виноват, а мы все хорошие, пушистые. Нет, все вы ответите. Вы же в Нюрнбергском процессе обвинили весь немецкий народ, что он виноват. Они выбирали эту власть и не остановили, когда они совершали военные преступления. Вы же это говорили в Нюрнбергском процессе, когда их судили. Вот теперь вот возьмите свою вину. То же самое. То же самое и у вас. Весь русский народ виноват. Маршал Мурат. Из ФСБшнику интервью под видом журналиста вопрос делах. Русский этот большой народ не будет ли, лучше, если принять эту оккупацию и смириться? Ну, вот тут-то уж, извините, я скажу, драться до последнего чеченца, как вы считаете, русские должны отвечать за то, что совершают их власти? Русские, если этот народ, если они считают себя народом, если они являются гражданами, они должны обуздать любого, кто совершает преступление. Это власть, это он хакертер хакант не берешь до шлил шу, хотим гума ол шват. Йокан ойр хакерт балбеш. Уи, дамаца дверзи, что има дуи. Там дин камнешен по национальному признаку с лица земли стереть дашь. Мадуцар целые нации. Еще сюда притащили, эту сучью идеологию, ислам, фашистскую. Это... Маршал Дума сага Элчунердерс халиф Вейгара Везудри Бойчена. Зудри низ Шубар по центральным каналам они показывали это, не скрывали, говорили, что женщины, когда женщины, дети погибают, потому что женщины, они говорили, рожают террористов. И террористы они нам присвоили. Когда детей убивали, они говорили правильно, что из этих детей вырастут террористы. Да, народ должен отвечать за своих правителей. Вот они 4-5 лет поддерживали войну в Украине. Если сейчас уже через какое-то время начнет сказываться в худшую сторону, не, так не пойдет. Вы 5 лет убивали украинцев. Надо же за это отвечать. Не власть должна, и народ должен ответить. Тоже. Ветеран. А народ каким образом должен отвечать? Ну, я не говорю, что народ расстреливать надо. Я не говорю, должен ответить.
Ну вот есть, вот, допустим, обычная Ваня, да, который вот к этому, ко всему Ну, вообще... обычно Ваня что сделаешь? Народ, в общем, должен контрибуции выплатить, должен. Преступники должны понести наказание. Это надо сказать, что народ поддерживал эту власть преступную. Не так оставить Ну, этот народ в стороне. Сказать, что этот народ режим... поддерживал, что вина народа тоже есть, что поддерживал эту преступную власть. Не ставить его в стороне. Типа народ не был виноват. Сказать, что вина народа, потому что столько лет поддерживал этот народ, поддерживал войну в Чечне, 2 войны. Мало кто был против, мы же это видим. Войну в Грузии поддерживал, везде, какие только, в Сирии поддерживал. Уж поддерживал, был. Надо сказать, Не, что ну народ... вот смотри, Я не говорю, что их надо вот... расстреливать-то. А что надо сказать, с что ним? народ виноват, да. Ну, взрастил эту власть, да, этот режим. Да. Он же режим не сам выбрал. Народ России и те, кто ассоциировали себя с русскими, с российским, вот эта двуглавая курица с паспортом, которые все добровольно ходили, не то что русские, они все будут платить репарации. Они же... Несколько их потомков. Чеченский народ, они же обвиняли, они не говорили, что там террористы, а весь народ обвиняли. Они нас чеченских террористов называли. Не говорили там исламские, а чеченские террористы. Народ весь чеченский обвиняли. То же самое, русский виноват, народ виноват. Надо Не, так понятно. говорить. Понятно, режим виноват, приспешники режима, репарации, там, контрибуции и так далее, да, там. Но а каким образом народ еще будет? Он как будет? Он что, будет сидеть за это или что? Вот обычно Народу Ваня, это скажется, когда начнут выплачивать. Надо разделить Россию, чтобы больше не повторилось. Пускай да это на народе и так уже сказывается. Не, этот народ терпит, когда, как один сказал, пока в холодильнике в углу не исчезнет последний этот высохший кусочек колбасы, он будет поддерживать эту власть. Вот в углу где-то там... Ветеран, ответят и заставят их ответить. Если не ответят, у них положение еще хуже будет. Санкции, никакие санкции ничего не отменят, пока они за все не ответят. Вот это будет наказание этого народа, санкции, репарации. Конечно, ответят. Вот так должен. А я не говорю, что весь русский народ надо расти, я же не говорю такие вещи. Вот санкции, репарации, все, и чеченцам, и всем, кому они нанесли вред, вот этот народ должен отвечать и выплачивать. Интернет полностью запретят ввоз-вывоз любой аппаратуры, полностью запретят ножки Буша, и тогда придется как бы уже считаться с мировой общественностью. Ибрahim, там сколько тонн, 1000 тонн ножек Буша бесплатно привозили. Представь, спасли этот народ. Как американцы в 20-х, 30-х годах, это же никто не говорит. 1000 тонн от голода, чтобы люди не умерли, сколько там миллионов народу спасли. В Советской России. Это же никто не говорит. 20-е, 30-е годы. И 20-х, и 40-х тоже помогали. Да. Даже войну. 400 тысяч машин Студебекеру. Вот даже такие машины. гусеницы на Даже никто не говорит, как Монголия. Просто почитать, какую помощь Монголия оказала. Даже подумаешь, если Монголия не оказала помощь, даже вот читаешь, подумаешь, даже если эта Монголия такую помощь не оказала, что вся советская армия с голоду сдохла бы. Никто же не говорит это. Никто не говорит, что 2 миллиона казахов воевало, из них 500 тысяч погибло. Там чуть поменьше узбеков, армян, грузин. Эти вещи, получается, один русский народ воевал. Ну, историю как-то надо учить. Как сегодня у нас учат не чеченскую историю, а арабскую и русскую историю. Мы учим русскую историю и арабскую историю, только не чеченскую. И представьте, из этого чеченца, какой чеченец из него вырастет, который не знает своих обычаев, традиций? Это разве чеченец, который не знает? Ну, чтобы соблюдать, их вот сначала знать надо. Но если он не знает, он как будет и соблюдать-то? Что, как говорится, чтобы дать, надо сначала иметь. Ветеран, ты как думаешь, для чеченцев, да, ну, для кавказцев там, и чеченцев непосредственно, что хуже, что как бы вреднее?
русский мир или ислам? Русский мир у нас в душах не застрял. Он снаружи. Мы его видим, этот враг. Он Два сапога пара. Два сапога пара. Фашистские имперские идеологии. Русский мир, арабский мир. Самый опасный враг у тебя внутри. Вот самый опасный враг, тебе придется бороться. Потому что из тебя сделали раба, и ты гордишься, что ты раб на коленях. Вот внешний враг мы можем отбить, но внутренний враг ты сам должен будешь из себя его вывести. Не, вот. ну русский мир же тоже окутал уже полностью. Ну, конечно, я же это говорю, он открыто видный враг. Он показывает, что он сколько нас убивал, мы это видим. А арабы-то внутри сидят, внутри. А себя как ты собой-то? Короче, ислам вреднее, да? Для меня на первом месте. Я не знаю, как это сказать. Если по убитым нашим сказать, русских выведем мы на первое место, если считать, какой вред нанесли по убитым, по всем этим русские. А так, если внутри, что из нас мы перестали быть чеченцами, тогда арабов на первое место. А так они одинаково идут для меня. Оба мои враги моему народу. Оба мои враги моему народу. На духовном уровне ислам, а на физическое уничтожение это... Да, я так считаю, да. На физические русские враги, а духовный уровень арабы враги. Все, понял. Просто я, когда вот в таких вот, ну, подобных эфирах сижу, да, где вот чеченцы, вот, ну, противники ислама, они все это время заостряют внимание как бы на исламе. Ну, упускают там русский мир там и так далее, да, другие там моменты. Как будто русский мир это как бы, ну, как будто, ну, проблем нету с ним как будто. Пират, а можешь подсказать, вот салафизм и сохранение своего языка, культуры, нации, традиций, вот к этому, ко всему, как относится салафизм, на твой взгляд? Ну, смотри, вот я же не такой прям, да, знаток там, или так сказать, вот на моем опыте, да, то, что я видел, то, что я как бы, вот где я вращался, вот в моей среде, да, очень много там так называемых там разных салафитов, да, разных взглядов, ты понимаешь, они разных взглядов бывают, да, и, так сказать, воинственные, и невоинственные, и мирные, и так далее. Я ни одного из них не видел, которые, вот как ты говоришь, перешли на арабские рельсы, ну, имеется в виду, терминология арабская появилась, там какие-то там практиковать начали какие-то хадисы, какую-то сунну, что они утратили свой язык, свою культуру там. Я ни разу не видел вот таких людей, которые утратили это. Также говорят прекрасно на своем языке, придерживаются своих каких-то обычаев, там, каких-то там традиций, культуры, да, там, ездят в горы, там, все так же. Ну, конечно, за исключением тех там традиций или обычаев, которые там противоречат, да, шариату там и так далее, да, которые носят там элементы там многобожия, допустим. Это исключается. А так в целом как бы нормально все общаются. То есть за столько лет, ну вот давай возьмем с 90-х годов, как бы салафитская идеология, так называемая, она как бы прогрессирует, да, на Кавказе, там, в Дагестане, там, в Чечне. Я не думаю, что кто-то забыл свой язык. Мне кажется, наоборот, там, в советское время, там, другие периоды, да, там можно обрусеть, можно, там, я не знаю, советским коммунистом можно стать. Но чтобы там дагестанец или чеченец стал полностью арабом, я такого не видел. Я не знаю, как меня слышно, не слышно. Ну да, слышно, но ты вот видел, например, есть много проповедников, которые говорят, свой язык надо убрать, на своем языке желательно не говорить. Говорят, что нужно женщинам даже давать салями, что это святое, богоугодное, что ваше приветствие вообще дерьмо. Это, короче... Вау. Честно говоря, я такого не видел, не слышал даже, чтобы на своем языке... Потому что у тебя проблем нету, потому что ты не живешь среди нашего народа. Тебя мало волнует наш народ. Пират, нохчевую. Не, я не нохчевую. Кто ты, акцент у тебя похож на дагестанский? Да. Дагестанец? Да. Корнями дагестанец.
Вот, например, я не встретил ни одного дагестанца, который на своем языке может сказать слово «свобода». Почему? Почему не встретил? Что за... Например, украинские блогеры очень много с ними общаются. Ни один дагестанец не смог сказать на своем языке слово «свобода». Они вообще без понятия, что это означает на его языке. Не, я не знаю, я могу свободно сказать, проблем нет у меня с этим. И не только свобода, я вообще идеально разговариваю на своем языке. Просто я не понимаю, к чему ты это клонишь. Ну допустим, хорошо, а дальше Ну, что? обрусели вы, обрусели. Ну, Свобода есть. Если вы не знаете на своем языке, что значит слово «свобода», значит, вы Так ты определись, стали русскими. Русскими стали или арабами стали? Здесь просто обвиняют, что арабами стали. Ты говоришь, русскими стали. Ну, это то же русские самое, православные. но я вас считаю Русские православные. русскими. Если на своем языке «свобода» слово не знает человек, значит, он русский. Смотри, я знаю и свободу, и все остальное тоже знаю, как бы, да, на своем языке. И я как бы вообще первый раз слышу вот это, то, что ты говоришь. У меня ты вопрос, ты сказал, что которые традиции не противоречат шариату. Да. У чеченцев какие традиции противоречат? Какие традиции противоречат шариату у чеченцев? Скажешь, Я не знаю у чеченцев, что противоречит. Я же про чеченцев не говорю. Меня вот человек спросил, вот... русские ты не говоришь, вот я тебе говорю, кто тебе в Дагестан, в Чечню ислам принес? Русские же, правильно? Как русские? Ислам как могут русские принести? А вы же говорите сами арабы. У нас в Чечне 1600, подожди, 1600 мечетей. Кто построил? Русские у нас, да? Правда, правильно? Я не знаю, наверное, это сами своими этими, да. И вот смотри, вот ты говоришь, русские построили мечети, да? Допустим, русские там с бюджета выделяют... 1600. Не, ну это какие-то, наверное, сборы, там сами как-то собирают, там пожертвования. Вот я думаю, это так, потому что я по Дагестану, который знаю, мечети строить, да, это таким образом строится. Это с бюджета, с российского не выделяется на строительство мечети там. Тем более там на квартальные... Конечно, по Ингушетии такая же тема. Все скидываются, деньгами богатые скидываются и строят. То есть там от государства зарплаты вот этим имамам зарплаты у нас в Чечне государство выдает. Ты знаешь об этом? Не, это я понял, это у нас тоже так, ну, в Дагестане тоже так выдают. Но это... Муфты Дагестана, подожди, муфты Дагестана зарплату кто дает? Это Россия дает, он российский чиновник. Это русский православный ислам, понимаешь? Ну вот, я ничего же не говорю, я согласен с тобой. Ты что во мне какого-то этого увидел, сторонника русского мира, что ли? Или что ты, может... Алло, 25-й, подожди. Вы хотите сказать, что чеченцы скинулись на 1600 мечетей, я не понял. Мечети построили, собрали деньги, да? А что? Я не знаю, кто как скинулся, но я это говорю... Ну хорошо, скинулись, построили. А кто туда бесплатный газ, свет, воду, кто это бесплатно? Аллах делает? Это кто? Не, ну при чем бесплатный газ? Это же субъект Российской Федерации. Ну, алло, 29-й. Тогда как раз таки это Россия снабжает эти мечети. Мы же об этом говорим. Какого-то хрена мне бесплатный газ, свет там не дают. Смотри, я вот построю себе коммерческое какое-то помещение. Я же туда подключу газ, свет, воду и так далее. Какая проблема там мечеть? Народ не собирал, чех подали ты. Что ты говоришь? Не, смотри, мне был задан вопрос, я тебе отвечаю, как это в большинстве случаев делается. Я не говорю, что абсолютно там Россия не дает деньги и так далее. Конечно, там муфтиятовским, там каким-то официальным там организациям, там, которые аффилированы там с Россией, там, со спецслужбами и так далее, скорее всего, дается. А обычные там
в мечетях, в селах мечети, там, где-то в квартальной, на дорогах и так далее. Я думаю, это люди собирают. Я не видел, чтобы это... Почему тогда люди собирают, если федеральный центр деньги дает? Вы же сами это прекрасно понимаете. Что вы мне сейчас вопрос задаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Извиняюсь, я отвечу. Сегодня живущие в Европе чеченцы собирают на колодцы, так, в кавычках, Бангладеш, Лимпопо. Да. Сосветленский живет в центре вот этого Турции, нигде вообще нахрен не работал ни одного дня и не работает. У него около 20 детей и 4 жен. Фонд Сельсаби контролирует ФСБ России и вот этот черт Сосветлинский. Сосветлинский купил своей одной жене и 2 детям в Швеции вид на жительство. Это от 150 и выше тысяч кефирских евро. Ему Аллах дает, это откуда у него деньги? Вот понимаете, как ты сейчас говоришь, что на мечети говорят, что собирают. А ты видел когда-нибудь, чтобы в мусульманской стране, не знаю, в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии, чтобы вот это, как его называют, закат, 2,5% от твоих всех средств, которые... Ты видел, куда, когда-нибудь об этом говорили, куда идут вот эти деньги? Куда идет закат? Смотри, я лично это не отслеживаю. Куда идет закат? 1,5 миллиона человек, по рублю даже, по евро даже, это деньги же. Вот куда они идут? Малоимущим, да? Вот. По идее, и так должно быть. А так я откуда знаю, куда идут? Пират из Дагестана, да? Малоимущие уже не должно быть тогда. Мама Аршвол, Зураб, приветствую тебя. Поговорите, я просто погорячился. Приходите свободным. Маршал. Я слушаю, поговорите потом. У меня можно вопрос пирату? Пират, я слышу по акценту, вы из Дагестана, да? Ну, корнями, да. Да, вы из Дагестана. У меня к вам такой вопрос. Вот когда вы голосуете, допустим, да, вот вы Россия, да, кто вы? Вы Россия или у вас есть какая-то отдельная республика? Ну, как бы отдельная страна, Кавказ, там, не знаю. Субъект Российской Федерации. Вы субъект, да. Ну, к кому вы относитесь? Кто за вас ответственен? Кто должен решать ваши проблемы? Как понять, кому относится? Ну, к России, да? Ну, к России. А кто? Вот у вас проблема дома, допустим, да? Вот не дома, в стране, там, допустим, в республике, стране, да? В республике, да. Кто должен решать ваши проблемы? Смотря какого характера проблема. Ну, в целом, не. Россия. Нету такого, смотря какого характера. Нет такого характера. Давайте. Я вижу, что вы понимаете мой вопрос, поэтому начинаете Лазик, Путин отвечает у них. Секундочку. Россия должна решать. Правильно? Вот я, допустим, проживаю в Израиле. Я знаю, что у вас в голове происходит, как бы, по поводу того, что где я проживаю, кем я являюсь. Но не важно, разговор не об этом, разговор о личной безопасности. Мне наплевать вообще. Ну и слава богу, это хорошо, это прекрасно. Как бы. Значит, разговор только на политическом уровне, да. Вот чисто политический, как бы, да, и вот государственном уровне. Да? Как вообще как человек должен проживать в своем независимом демократическом государстве? Вот сейчас у вас там произошло наводнение, да, вот сколько там людей там пострадало и так далее. Почему никто не предъявляет претензии Путину? Не Путину, вообще депутатам, которые там сидят и так далее. Ни одной претензии. Правительство, да? Правительство, да. Ни одного человека, ни одного дагестанца я не услышу, что кричит: вы что, там не охренели? Почему блогеры какие-то приходят, вам дома там покупают? Какой-то придурок, там, который родился в Дагестане, там, депутат там, от Единой России. Единая Россия, да. Там, кошек где-то там спасает там, с какой-то ямы. Купает ее, там, моет, как бы, да, и показывает, какой он гуманный, как он помог Дагестану. Это что такое? Вообще это нормально? Лазик, ты не понимаешь. Они после этого наводнения, знаешь, сразу своих ГБшных
ГБшные, Не, ну пускай религиозные. человек ответит, да. Не, сейчас я Вопрос в чем закончу состоит сразу. вопрос? После наводнений сразу запустили во все щели свое религиозных ГБшников, чтобы, мол, за наши грехи, там, Аллах нас наказал, там, и так далее. Вот и все, проблема решена. Мурат, ты... Нет, ну получается, нет, Ты там в разговор Дагестане другом, находишься? как бы. Получается, что если не поможет какой-то блогер, не поможет какой-то там, не знаю, какой-то спонсор там, или человек, которому как бы там важно, что у вас там происходит, то вы останетесь там без домов, получается. Так я понимаю. Подожди, Лазик, можно я скажу одно Лазик, слово? вопрос в чем состоит? Один мне задайте вопрос просто. Я скажу, брат, в чем состоится. Потому что там, в вашем, где сейчас было наводнение, евреи глаз положили, сейчас евреи туда переезжают. Не, ну вопрос не в этом, Зураб. Да, не важно. Это сарказм, нет, это сарказм. Мы их Сарказм, встретим не от важно. души. Не. То, что вы не понимаете, что такое государственность. Вы оставьте, что вы приняли как бы вот эту оккупацию. Так вы Лазик, ты сейчас не перебивай, при всем вы не понимаете, что такое даже государственность. Если уже приняли оккупацию, так примите государственность тоже. Вы должны понимать, что они работают на вас, а не вы работаете на них. Вот это называется государство, это называется демократия. Смотри, Лазик, Почему вот вы давай это не понимаете? Я тебе отвечу, да, вот ты мне задал вопрос. Будь добр, сейчас не перебивай, я тебе отвечу. Да, конечно, поэтапно, да. Да, вот смотри. Почему то есть народ Дагестана не вышел как бы с предъявой там, правительству, да, за наводнение? То есть сегодняшнее наводнение, это не сегодняшний день, да? Это с 90-х годов. Ну, то самое, если ты жил в России, ты понимаешь состояние России. Я родом, мой отец был Наски. Я перебью вас немножко. Мой отец родился в Буйнаске. Я родом с Нальчика. У меня корни есть тоже с Дагестана. Хорошо, У меня вот смотри. корни с Грозного, как бы, здесь ребята знают. Окей, смотри. В Можно, России... да, я скажу, извиняюсь. Ассаламу алейкум всем. И приветствие отдельное Лазику. Лазик, привет. Шалом. Салам алейкум всем, а мне только приветствие. А я мир желаю в ответ. Как бы, нет проблем вообще. Лазик, это я, Мира. Мирочка, привет, Мирка. А что такое? Что у тебя там отключилось? Ну, просто я ушла в тень, поэтому... Я понял, Мирочка, секундочку, пускай он ответит, пожалуйста, твое позволение. Хорошо. Разговаривайте. Смотри, Лазик, если ты понимаешь коррупционную составляющую в стране, да, каких она масштабов достигла в стране в целом и в частности там на Кавказе, да, то есть это все звенья одной цепи. То, что вот сегодня произошло, вот это вот наводнение, это вот то, что вот в предыдущие годы, да, то есть не обслуживалось там ни дренажные там системы, да, там и так далее. То есть полностью ЖКХ, система ЖКХ и вообще все сферы, они в плачевном состоянии, да. Коррупция и так далее. Ну, мне не об этом говорить, я думаю, не стоит. Это все понимают, как бы, да. А почему народ не выступает против правительства? Ну, наверное, ты, может быть, я не знаю... Можно я скажу вам, пират? Нет, я отвечу. Это проблема в вас. Мирочка, я не перебиваю, потому что ответ нет, честно, моя дорогая, пожалуйста. Пускай ты говорит, да, человек. Потом выступать против правительства чревато здесь, да, ну, на Кавказе, в России в целом, да, в связи с режимом там и так далее, да, то есть просто это подавит, да. Но справедливости ради скажу, то есть правительство, как бы, да, отвечающие за это органы, да, они оперативно там создали штаб там помощи, там МЧС и так далее. Наши чеченцы, там ингуши приехали, все помогают. Ну, это как бы сплоченность, да, это народ такой, да, как бы там друг другу помогает, там братская помощь и так далее. И блогеры то же самое. А так в целом центр тоже помогает, конечно. Ваш регион самый нищий регион в России. Самый нищий. Ну, дотационный, да. Ну, да, если бы дотационный самый нищий. Не, подождите, а центр почему он свинину несколько тонн прислала? Ну, если бы ты здесь проживал бы, Лазик, ты бы не сказал бы, что он... Я не то, что если я проживал бы, я просто... Да. Я немножко увлекаюсь политикой, допустим, и политикой Кавказа, и не просто увлекаюсь, потому что я как бы я корнями оттуда, да, приехал в Израиль. Да. Да, все. Вот смотри. Я просто не понимаю... Лазик, спроси у него, почему центр прислал мусульманам несколько тонн свиных вот этих тушенок? Почему? Они приняли мусульмане? Нет,
может Не, быть, разговор это только... вообще Давайте, всё, давай, то, что это я секундочку, я не хочу давить на человека, как бы. Я задаюсь вопросами, как бы, такими вопросами логичными, Не, да. Оставь даже ну, вот, как бы, да. оставь религию, как бы. Вот именно логика человека, когда он живет у себя, допустим, да, и он такой патриот, и он и орет, и оттуда кричит, и рассказывает, вот у вас там все плохо, вот вы убиваете, вы то делаете, вы это делаете. С этого региона все это происходит, понимаешь, в чем дело? С этого региона происходит, а ты там сидишь, как бы, да, ты там сидишь, бомжуешь нахрен. Да, кто бомжует? И гордиться тебе... Я не хочу это И слышать. гордиться Можно я тебе там скажу? нечем. Лазик, кто бомжует? Ты с чего ты взял? Нет, я говорю, на уровне того, что я, еще раз, я поправлю себя, я извиняюсь, я поправлю себя, на уровне того, чтобы ты мог жить. На уровне той жизни, на уровне той жизни, что как ты мог будто бы проживать. Дагестану и Чечне никто не помогал. Слушай, Секундочку. На уровне той жизни, где ты мог бы проживать, и как бы ты мог строить свою жизнь, тебя заставили жить так, как ты живешь сегодня. И ты оттуда сидишь, я не про вас говорю, я говорю образно, да, вот, допустим, да, пират. Я говорю образно, люди, которые оттуда сидят и кричат, они могли бы жить лучше, могли бы жить хорошо, но при этом они соглашаются с хреновой жизнью, я извиняюсь, да, и они еще оттуда рассказывают, что кто-то где-то как-то должен жить, и кто-то где-то что-то делает плохое. Тебя там хавают, тебя там заставляют, тебя там за раба держат, и ты при этом еще о чем-то кричишь, как бы. Вот я поражаюсь вот этой логикой. Можно, да я скажу, я вас очень слушала, да? Можно я скажу? Ну а что это такое, когда у тебя первые 200 с Украины, 2014, нет, секунду, да, конечно, Мира, извини, что я перебиваю, просто у меня вот мысля пошла, вот когда у тебя, получается, первые 200 с Украины возвращаются куда, в Дагестан, и когда женщины выходят на улицы, матеря дагестанские выходят на улицы, кричат, и их потом бьют вот эти, блядь, как их называют, там эти... Полицаи. Да, полицаи, русская гвардия, их там бьют, и вот эти крутые дагестанцы, которые занимаются ММА, тут рассказывают, что вот мы пойдем на помощь Палестине. Ну как бы, вообще, где логика? Просто объясните. Да. Вот смотри, Лазик, один момент не пропускай. Видел сейчас, вот гость наш говорил, что там как бы, говорить об этой теме небезопасно. Говорить о ситуации вот в Дагестане, да, например, там восстановление, там после наводнения, то есть против вот этого Против правительства, я сказал. Можно я скажу? Вы можете, мужчина, хоть одну раз девушку послушать? Я хочу закончить мысль. Я очень сильно передам с удовольствием, с уважением вам сейчас микрофон. Просто пока тема не изменилась, я хочу сказать, что критиковать власть, он сказал, что небезопасно. А вот за Палестину топить, ты понимаешь, да, вот, что это безопасно? Да. То есть затопить за Палестину это как раз-таки не то, что небезопасно, а это вся тема Дагестана, это топить за Палестину, Дагестана и Чечни там, и так далее. То есть Можно, понятно, да? как это работает? Смотри, Ибрагим, ты газуешь там, где ты можешь газовать. Где ты не можешь газовать, ты не газуешь, правильно? Я не об этом. Я Так хочу что это, сказать. самореализация получается, как бы, ты, мужчина, проявляешь только тогда ты якобы можешь где-то